ايوه شو والله خذني عند الأم بتاعي أصلا ده عطي ضوء صديته Hörwurm كله steht خير خير dafür Entwicklung steht die Hörwurm ja meldik да оштала аре будем дарон за ними за всеми не уследишь и всех их не исправишь Рушат. بعد Наше дело и собаки лают, караван идет. والله Наш караван должен идти, алхамдулилlah, и мы работаем над тем. Тяжело с боями сегодня, вот мне одна нордийская сестра, так скажем, связи Аллах. Оля, Анвела, у тебя как раньше нету эфиров до 3 часов ночи. Я тебя понимаю, уняден. Аллах, Аспа, сон самогате, бас, не переживай за меня, все нормально. Я нисколько не остановился. У меня есть проблемы некоторые, но сочо активный он бас, анмэр без амэр, шамари она ба. Анмэр за активность бас, все активно, он во всем плане. Так что, и что люди переживают, понимаешь, они хотят, чтобы я до 2, до 3 часов ночи проводил прямые эфиры, как раньше. حلوش كله كويس سجلت يا شبو كويس دولش ده أرخينا أويشن دول حال пускай сагат. Да, сейчас, ну смотри, выехали уже Арсоевский, Макажоевский, Харкароевский, Хуай, 4 села, точнее 4 малые родины наших чаберлоевцев мы поехали, зафиксировали, написали про их тейпы, написали происхождение, описали башенные комплексы. И вот так будем проходить все наши башни, показывать все и отправлять. Информации очень много. Я мог бы каждый день просто опровергать сказки. Допустим, есть очень хороший один момент. У них, у норнийцев, есть один историк, такой пафосный, который считает себя, ну, просто круче всех, короче. Да, просто он себя такой дастич, он взял, опубликовал выдержку из документа, архивного документа, и вырвал с контекста оттуда, как говорится, вырвал оттуда из контекста, что якобы шейх Мансур просил дань, точнее, просил дань у арстхоевцев. И, короче, и там идет констатация дальше фактов, что якобы чеченцы нападали на ингушей, теперь еще у Арстхоя просили дань, короче, шейх Мансур отправил. Настраивать опять, да, у Арстхоя. Мне стало интересно, я много читал, я понимаю, что там написал Дубровин. Дубровин вообще после шейх Мансура через 50 лет, если не больше, 60 лет, конечно, 60-65 лет написал про него. Ну да ладно, не про это суть. Потом я просто стало интересно реально этот документ посмотреть, что же в оригинале. Оригинал полностью прочел, там вообще другой контекст. И просто так опозориться. То есть там, чтобы, не хочу спамить, но там получается шейх Мансур, на самом деле, там речь идет, что шейх Мансур говорит с арстхоевцами, своими арстхоевцами, которые должны были делать непосредственно поход против кого-то. И там он говорит, представь, даже умакячилась бахцу, поход, да я, жиж гумакяшли, а у кому вырвать из контекста. Даже умакячилась показывает, как будто бы он, шейх Мансур, непосредственно просит, требует арстхоевцев. А арстхоевцы были на самом деле союзниками. Были союзниками шейха Мансура. Шейх Мансур, мы знаем, держал в страхе, и Владикавказ сожгли даже, чтобы он не достался им. Ну, должен архивный документ. То есть тут очень много информации. Шадик опубликовать, да, Ханумна, киеттерса, хюга дуиз, тагейтеду, тадьешитеду, меркельдиетеду, ай, оси язина дож. 100, 200, 500 лет хала язина душ. Но хакега дегмодет, гойч, дух. Это я душе гука, قاعد دكتور دعواش كاك مين تا библиотека شيء بوقت أنا واسطو ده أجبو مش على حاجة يشوف ما يات جينو ما يات يا هتقدو
إيش حقه شهر دوت لا تاكية بقى تديس хотя دوت إيش десятый год Вот я... смотри, я вот зашел в эфир. Я никого не трогаю. Ты слышал, вначале я рассказывал, про Туры рассказывал, что у нас открывается мечеть Дюрк-Юрта. وبسيداخ أبو نوتشي دي عبيرتكي يستاجو يستخلش إيش حاسش أو خيرنش бючку. Собала батя, чеберлай мах бючусо, который никак не касается ингушей. Вообще там на ау. Хоквал никин. Ингуши отчуван. У нас петроглифы такие. У нас башни такие. Ваши башни такие. Ну какое тебе отношение имеет чеберлай, который шутане дозна батюш? Цахума дат сердцане. Et sylischen echitin zu sylischen Matthürs. Et eberloschen dual hunsias was as man je hunstaan is dit. Наш братья мусульмане. Да. Дольш документ. Мадиц, молил де хуйз барбуш тагват. Ребокча язги бош тагват. Хай вопрос ну по истории ха. Этинс мата кнопка там видео камера. Хайва агоч со унаку со боршау هرست ايو صحيح بخاطر در يسي تار اسفيت دياشتو با عزل خباش لامو سو معمودو يبشرو اس احق بوست يا حق مت يا دي قام دويس باخ دوي يدات على خاطر كامل لات وحيرزي سو я лицо никогда никому не показываю брату младу уж боится на вас забудешь я yazwash, это yazю, фобилица yazю, хумаца я милуца, удуца, принять, мовиня, вообще квальш со историк вас, хадукаю постыш, хахарад вожаду, принять вино, хатер конкретно дала, задай по истории вопрос. Если он хуш, историк ваца, спроси какую историю. Я не говорю, что я великий историк, я закончил исторический факультет, нет, знаю историю. Есть книги, есть документы, по ним я ориентируюсь. Вот ты, допустим, строитель, ты же знаешь, что при стройке тебе нужен молоток, кувалда, пила там, и так далее, или отбойник. Знаешь, если я являюсь, я не знаю, каким-нибудь балеруном, который танцует балет, и приду и буду тебе говорить, Амад, строитель, балетный колготк эйвохи, чешк эйвохи, хайза хайз, буру хаус, удда кааш. Из вариантов, когда люди тебе, и ты говоришь, что еще с советских времен ученые зафиксировали и петроглифы, и радиоуглеродные анализы, и все остальное, и дату ориентировочно. Это почему я говорю? Потому что многие просто во время депортации, когда и чеченцев, и ингушей депортировали, разбирались просто повального, разбирать я шла. Конюшни строили, свинарники из них строили, дороги из них строили, мосты строили. Тому доказательством мы привели огромное количество. И видео показывали даже. Хадян Гали, Ахтечни, Шерчду, там Некшдени, Хидекдени. Ты все им рассказываешь этим людям, как горох об стену. Это просто имбецилы конченые, которые не понимают. Может, сказки. Да мне какое дело до твоих сказок? Я про свою историю рассказываю. Ты не вмешивайся. سويق مباخا ولا عمل بشخو ولا جندرنا ولا يبينا ولا سويق مديتا يتخبو مباخ سيرلام تخبو مباخ اس ايوات بوشو مباخا اشخو دوت مرتان أورس مرتان وخمبي إردي وقيق اشتخيا هنيا هرت خدا هرت غوز خيا هما يات حيق رايت نعون قيت يلا الشاقة اخرت يوت Тут я написал я написал, допустим, про французов, как они фригийский колпак. Вот этот колпаки, которые Войчугул Олцуна, царь Курхас Олцун Олваш. Войцах Каринаиш. И все, видно, Харачах Карина, Алла уже давно, еще до того, как они царь Ламборчах Карина, а у Кана еще в советское время, когда Советский Союз очень. И почему к советскому времени? То есть намного раньше эти все вещи были найдены и зафиксированы. Если это все есть зафиксировано, и зафиксировано, я закинул, как французы этот колпак носили. Он называется у них фригийский колпак. Я сделал историческую параллель, не затрагивая
У нас они называются чугул, югат акабас. Вайнох чучуак карина и курхас, что ли? Курхас, вай чугул ол, что ли? Язин, курхас. Они у нас есть. Само собой, хильду. Почему? Потому что акару айца, нерничу айца. История на самом деле одна. Просто в 17 веке разошлись акар цааву принятина, ой вукаву принятина. Так, царь, ну ладно, я не буду углубляться. Я думаю, все и так прекрасно понимают, о чем речь идет. И француз шецунам иш и все. Потом второй момент. Есть документы, где говорят, кабардинские князья говорят, они не только говорят про ингушей, они в некоторых местах говорят, что определенные там чеченские общества на этих землях им платили дань алязин кабардинским князьям. Это исторический факт, это не я написал. Кто-то разрывал эти договора, кто-то воевал с ними. Это все есть как есть, понимаешь? هنا واسيقا نقع يوش استويازو شيء تخز أنا ريد ده هو أنا واسيقا. Я отвечу тебе на этот вопрос. Ты даже не знаешь, что эти башни в первую очередь являются родовыми. Это ты мог мне пишешь, что ли? Нет, только мило ночью чуя зинсенгиз. Ночью семь сталигват. Есть тут. Я знаю, я поэтому Харкер баую, Майкл баую, Уарсу баую, Асукяхасу видео, что я мастер Бошли. Они в первую очередь относятся к этим тейпам. Конечно. Но у меня нету, это исторический паблик, у нас нету возвышения одного тейпа и забыть историю. А это не был один тейп, а индивидуально только. Это был в составе ногти народа этот тейп. Поэтому я говорю это. Понимаете, вот о чем я говорю. Башлам прав. Курхарс первый нашли в Харачое, потом в Нестеровке. Я еще раз говорю, они есть, они зафиксированы еще, если я не ошибаюсь, то ли 70-х, то ли 80-х годах эти курхарсы, чугулы, они реставрированы, то есть они нарисованы, они уже показали, то есть нашли в очень плачевном состоянии, но показали их, зафиксировали, то есть они по территории Чечни их находили, эти чугулы или курхарсы, называйте их как хотите. Я никого никаким образом не оскорбляю за счет этого. Я лишь хочу сказать, просто французы описание этого фригийского колпака видят по-своему. Есть еще один пост, я его еще не делал. Это, кажется, монголы. У монголов или то ли у каких-то алтайских этносов есть этот курхас такой же. Именно так же он выглядит, но они ему дают другое предназначение. Еще раз повторюсь, вот эти солярные знаки, петроглифы, которые говорим, «Войби я свой бог шел», я вам говорю, они были в Древней Индии, они были у индейцев, не индийцев, а индейцев Северной Америки. Этим петроглифом, символом, тотемом по 5000 лет, 3500 лет. И если они у нас есть, это обозначает только о нашей древности. Но говорить, «Войби я и не стать», это что? И иду с Божьим. Хакара, в 92 году Байрак Яшкан, Туаха, Петроглиф, Эквасин, Итха Байрак, Итха Петроглиф, Юашаунды, ладно, Тхо Абитан. Да, аж кабардинцев. У кабардинцев эту тамгу ставили лошади, она принадлежит определенному княжескому роду. У кабардинцев. А что им скажешь? Тхом Битан, хорошо, Тхом Водер. Идук сабра просто именно ночью отдели бен хунда цеук кругом ашам бу шорт вайсани садозду цалдия кидозду цагума цеу خني الديا цабол именно ашо бага мот бош таук пеқару диган эғазу жим диадо шу коча кошу диду ам дизер самайроди أصدقائي صورتي حجرية. أصدقائي صورتي حجرية واتساب شو. Евро цадах куром тиги там что-то. 3-4 раза. Визант дайте и ваша. Эти не рисуги Donation Alerts. Ага. Уерда у крипто кошелек. Эти нису. Ага. Крипто кошелек.
Kia. Evet. Yes. It's YouTube شغلاني donation aliens وش program يوم إبراهيم. Tu шарик динас, то эво оли ачи постон, то служба поддержки дьявола или проверки я бош. Евро. إبراهيم مسخاسون كور that's what I. شو أخذت إبراهيم أعمد ثاني وسوازي ولا حاجات تيجي هوني السوتشن donation aliens باخت بابا أنصر. شو حاجة نوع عامة. شو أحيبيس شو كيدي سنو نرمال بدرس كلوش تبير يتأكل. لا يجي وش. نوقعدو دام وأطبق كاتشان وجه. دام. نيكا كيف. هو يرس عامة. إذا هو يرس يم حقا إذا رايفايزي بانكات. أتون كارتش كدرس داختيش بيتيغورسكي وان داختيش شو صاي. يبيع خزع فيزا زبير بانكي تربط سبب. PayPal تيري, Google تيري, вайтатил видео шери, подключить просмотр через YouTube малиня, собраться день зажимать, ёк по-моему ясит, но сум докум дуе $100 бедаться и цара, короче, запрос карточка хаяет он, Сбербанковский запрос хаяйте, дай хайча цар шег дом дац отига, цан веш тега Raiffeisen банк до именно цунде. إبراهيم سيت يعيل donation aliens يات. سو حدايد تجيم процент ساتيوت سو تجيم بقولون نت حلق إفيريا حق تايس فرنسا دايتير بلغير دايتير ماتسون 10 евро دايتنير. سو تير 150 рублей сатир цар. إيش сатир цар. Сообщение. Озон банки уйцаю. Озер профи приложение цан на Озон банк диехуш дерес. Сона 105 точка на цера 88-87 лор. Ну, жим дик кусок ёпта премиум акшек. им ёк кусок ёша это ёк. Иер هتحلين كير طول حد بوشتا بانك يسا تو نورمال ده نو هين سقر أوزون بانك تان يوقعن وجيل تا شيء فوق وقت بيش شون خلي تقع شون خلا بيتيغورسكي واي هايتاني دقت ديش وجوي بيتيغورسكي رايفايزن بانك يوم صار يعدي صدقت онлайн доقش ده سعر عداقي за перевод 5% усатёнца даже не 10 а 5. И он вообще сетца ясно не был бешон как часы. Или هذه دي سنسي الله يشبه لي شو حاجة أيضا خوش شو تقوس أصلا هي وجه أشتوس تكسي أتصدق دوك ليه دوكشان يوك برسنتيو تو إنزل ميتو وانت ليش نرسل ده بريم نيجي عندو أخش ده تصدق شغله خلص ما تخوش هو سيجا مودر رايون سيجا يوروبي على قولي ساشي شو سيجا فرنسا دعوة تشينغول دير براتسوناس وتشينغ دعوة الدادة لتنا تشينغ قزع يرجع نخبر تشينغ سيجا دعوة دلنا تو قزع أفتى ولا قزع حتى لبسون يزري يورش حدا تبيش имеется в виду. Здесь есть люди, которые там, когда сделаете донат, выбирай рубли бах. Амад. Рублиш евро маути сутчо. Рублиш деко. Рублиш хожарута. Рублиш хватит бахцо. Продукт донат элерс продукт РФ бах. Российский бахцо. Цунде рублиш хватит бах. أصحاب евро модайтер. Но инц рублиш дочку редукция сразу перевод сейч. Вала евро хеч атом колори бодыч. Куза дезвод аду 109 рублей дартан евро ляч. جيم كوش حلوة تشوف كوش يعرس دوغاش تيكرس ديو دا جو نيس ما حلوة почти 200 тысяч находу тяж كويسة شو دي قول كده резко цацкана халдолы хул сигаиш халдолы хул асисой ибраими хажир сигар из яца кинчкят шелсей материал собрать на чунске цана кинчки хажгал шорт хаши قص إبراهيم قال لي يرتجل تعيش نوتبوك حاجة وشنا بو حاجة بو يرتعش حاجة غير ما عشان إبراهيم كثاني وخديله الناس تيم تولي 780 تولي 800 يورو درتنا دورشك даже تيجع بو ياتش да чьё макс كتنو ты вообще агуле дагуле дадели именно MacBook يوتса гушта
Асер, компьютер, Асер, Макбук. тут вопрос не в этом был, им асинца уже я оставил это. Инцам изобистил, инц хотя бы телефон метиалу ешворса и метцаяла. Именно Асер сюаю, Тошиба сюаю, он просто убивает, он не тянет. Здесь программы iOS-овские, iOS-овские, американские, с американским бед, цайовцыга. А у одича Асер и Тошиба и Суна вавен сана постутете с YouTube чулани трансляции из Яжири Суна. Он хотел присоединить, чтобы я в YouTube проводил трансляцию. Сода чат рулетки ой. И санс эмира чвари аму. Ташумы саунс галил программ несовместимости сел. Ю борт элбошой вошвар оухия. Сво камера отнесу. У помощи ноутбука отнесу. Ти волшал то хажи, да я перепрашивай, ты дебук, короче, не тянет, он убивает просто-напросто. iOS-овская программа, любой раз, через линк работает великолепно, трансляция, скидывать, и вот телефон, там у нас находится почти что то ли 300, то ли 400 роликов. Выезд эсиламте, выезд пешхуай, гендергной. Видео, где-то то ли 400, то ли 500 карт. Так, чем я и хума телефон даю. А сюда, свегин до обочан халхит, я захожу, когда загружаю какие-то исторические документы, я их загружаю как? В Facebook, ВКонтакте, в Телеграме, в Твиттере, Инстаграме, втором Инстаграме, в Ютубе и Рутубе. То есть 8 площадок, когда люди один ведут блог, я 8 блогов освободил. Слышно? Да, из трафик, да, я сразу 8 площадок запустил это все. Понимаешь? 8. Так, и 8 площадок. Загрузить я с телефона ник сохранит и тексты, видео удалять все сразу. Телефон тебе сохранять. И то. Суня Эхара, когда они говорят, я не могу никому отправить. Я говорю, заходите, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там есть оригинал текста, там есть оригинал видео. Все, кто хочет. Башлам, нижний дефис, 20 алязин юшун. Сразу хятаться юшун. Да, это 20-й регион. Когда-то, который у нас был. То есть Чеченская республика, которая у нас раньше была, она была за 20-м регионом. Поэтому Башлам, нижний дефис, 20-й регион. Раньше Халагюй, до 95-го. И телеграм-канал мы одновременно спушу. То есть Ханхау заблокировать Даха, Ухара Халит однозначно, чтобы везде было. В Твиттере появились очень много англоязычных и других даже подписчиков, которые смотрят, реально, которые никогда не видели нашу историю. Когда показываешь века, когда показываешь, то есть материалы расходятся максимально. У нас есть ссылки, у нас есть документы, у нас есть книги. Кинчки это, асхагу, ты азал, кинчка, допустим, хорошо есть кинчки. Имеется в виду, ее продавать нельзя. Вот такая она книга. Вот она. Ее, когда напечатали, что дорогой бумага, издатель обязательно сказал, что только дарить ее можно. Продавать нельзя. Но вот такая же книга, одна книга, чтобы мне ее купить, она стоит 7 тысяч, 8 тысяч. Есть некоторые книги, которых нету. Шейла, Люмбо, Шлошу, да и Рескила, с Югой Осу, что sont старые советские книги. Но там такие материалы, просто реально, что просто том хукшятня, цаушятня, советские ла, кинчик я скажу, так бочер я гинтаму юхин собрать ингулю. Царь, допустим, цауматься до аса, сюда дегнадующий, масан да дуешься, да гойта сда яздос. Поэтому вот такая вот ситуация. Но благодаря шуна, шу зависимца, и текста гуат, шуба, мы пока еще как-то держимся, как-то воюем. До конца варит. Пока можем держаться, будем работать. Коммент
Что замолчали? Комментарий, что замолчали, бами отцу. Саузри, комментарий, принятие, что он Амаду отца, любой человек, вопрос. Я отвечу на вопрос, они именно ставят так, потому что именно мы можем безболезненно вобрать в себя этот народ и стать одним народом. Другие народы не могут им такую угрозу, как мы своим существованием. Так, подожди, мы не искусственно созданный народ, черту. Я понимаю, что ты им отвечаешь. Мы не искусственно созданный народ, мы не оторванный кусок. Мы как были этносом, мы так и остаемся. А кто откололся или пытается отколоть, Ирвай никогда сейчас отдельно ханду цайла, чантиш цайла, чинхуаш цайла, мунхуаш цайла, мелхиш цайла. Да, были предпосылки некоторые, апитандина, мелхиш отколот багаж, лило шумштар, но мелхи никогда не были вне своего народа. Шейнохшикам. Лам-Ахты никогда не были. На 4 коротких года их присоединили к Ингушетии, и то Ингушскому округу, и то вернули обратно по их собственному желанию. Ассаламу алейкум, башламба, если чеченцы платили дань, которую трудно поверить, то дай нам полный ответ, в каких годах это все было, и причины, как могли чеченцы дойти до той стадии. Баркал. Хаусел, во-первых, я не сказал, что чеченцы давали дань. Это раз. Я сказал, что есть какие-то материалы, и есть материалы, допустим, источников российских, где говорится о том, что земли Малой Чечни, которые были подконтрольны кабардинцам, и жившие там люди давали определенную плату. Брали ли они землю в аренду, или пошли на их понимание кабардинских князей землях, которые доходили вплоть до Герменчука, до Шали, до Гудурмеса. Эти земли, вы не забывайте, определенное время они были под кабардинскими князьями. Когда мы были в Нашхе, когда мы после нашествия Тамерлана были там, потом потихоньку начали спускаться. Как сюда были приглашены временно кабардинские князья, аварские нуцалы, кумыкские мурзы, шамхалы, как они здесь появились? Чтобы не было набегов, из них выбирали авторитетного, призывали, садили его, ему там определенно платили за это. Им наду боштык. В их понимании это понятие, что им платили. Со 100 баранов, один баран алуш хальча, со 100 баранов один баран. Ты же не делаешь так, пасешь 100 баранов, 50 твои, 50 его. То есть 50 твои, 50 его. Ой. Это же не так. Ты, в их понимании, они были ставленниками царской России примерно. То есть за ними была царская Россия со всей своей мощью. Ночи только спускались, обратно проводили реконкисту. Реконкиста что под собой подразумевает? Деба-деб, даже ночи собол мобильно, дадыло шейлачте вахош, дадыло шеймахте вахош, чебел вахош, тешина вахош. Они начали спускаться. А эти земли уже были заселены здесь пришлыми народами. Пришлые имеется в виду, после Тамерлана, есть те, которые остались после Тамерлана, есть другие кочевые племена, которые здесь появились. После Золотой Орды, после Хазарского каганата. Свято место пусто не бывает. Да. Само собой, они эти земли плодородные, красивые, нашу родину заселили. Нужно было проводить реконкисту. У нас не было таких сил и таких мощей. Сели на коней, спустились с гор, всех поубивали, сели на этих землях. Нет. Действовал метод мягкой силы. Ногчи начали спускаться потихоньку свои родовые вдоль рек, спускаться на свои плодородные земли. И когда делали набеги, они приглашали кого-то, сажали, говорили, вот ты будешь между нами. А потом, когда укреплялись, это же все есть в документах. Они их ногчи их или убивали, или они убегали от них. Ногчи чахма бельна. И джимджим аяк. Они дошли, обратно начали, вплоть до Терека, за Тереком осели на свои места. Хотя раньше были и до Каспийского моря. И до Каспийского моря дошли, пока Петр I там не появился вместе с Апраксиным. Я вам все это рассказываю. Расскажи, какие года.
Я вам говорю, после нашествия Тамерлана, когда уже потом начали реконкиста, последний завершил реконкисту, считается, шейх Мансур, первый имам Кавказа. Он изгнал уже последних кабардинских князей. Те, кто ушел, я прошу не путать. Не путайте адыгов, черкесов и простых кабардинцев и их князей. Князья это вельможи. Так. И кто-то задонатил. И это сделала сестра Таиса. Задонатила. Таис донат 1. Она с Европы отправила. Все, Таис дал саду, дал дукьяхвел. Это بس هو العرش Бельгия. اصلا А? هو العرش يروب ليش خيتي هو Давай, العرش давай, Ам. Давай, Ам. Да, если что, ليش чего? Давай. Хуериза. 1000. Ну, да. Последний считается, что прошу не путать. Адыгов, черкесов, кабардинцев, простые люди. Здесь говорится о чем? О том, что они как раз таки, простые люди, не поддержали кабардинских князей, и многим пришлось отказаться от этих земель, и они вернули земли чеченцам. И это все есть описано. Я это 100 раз публиковал. Эти материалы есть у нас везде, Инстаграм, везде, посмотрите. Если платили, не платили. Тут речь не о том, что врожденно у нас были князья, что мы им платили. Да, нет. Почему Малая Кабарда, имеется в виду Малая Кабарда, которые земли вы видите на картах, на документах, в конце концов пришлось отказаться Беку Черкасскому. Он же продал земли. Всегда именно Хан Мяжник Хадуаф Дюлкюрт, именно с этого села Новчи полностью собрали Шейдол Дешихумада, они выкупили это село сами. Остальные земли были проданы царской России. Царская Россия эти земли туда заселили казаков в основе своей. Или же тех военнослужащих, которые с честью и долгом служили, как говорится, царской России. Им эти земли были разданы. И Ибрагим задонатил. Ибрагим дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Ибрагим Р. Элязину поддержал наш канал. Будинснак Эзашка Соду летел Ибрагим, дал Сейдуэл. Вот. Остальные земли после болезни, после чумы, многие кабардинские племена, общества, которые проживали там, погибли. Эти земли фактически были опустошены. Кто-то пишет, теперь получен полный ответ, иначе некоторые могли неправильно понять, так как не была озвучена причина ситуации тех времен Баркова. Я просто-напросто это много рассказывал. Я каждый раз, когда вас вижу, я-то думаю, что вы все мои постоянные подписчики. И рассказываю вам постоянно одно и то же. Я боялся, что вам это надоест, и чтобы вы не подумали об этом. Вот таким образом. Я ни в коей мере не говорил и не говорю, как там шейх Руслан Бузуртанов со своей академией, где он говорит, за кусочек там металла, якобы кабардинские князья их охраняли, стерегли и все остальное. Что касается этого брата, который мне задавал вопрос и пишет снова и снова. Якобы он говорит, я не ингуш, но он очень сильно переживает и говорит, вот ты сказал про фригийский колпак, ты сказал, что кабардинцам платили дань. Я еще раз говорю, я не говорил, что кабардинцам платили дань, ингуши и так далее и тому подобное. Я говорю, есть ваша книга «История Ингушетии». Там заключение договора. В одном из пунктов говорится, что мы обязуемся после этого не платить там таким-то, 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 дани подати и служить там верности там, и так далее и тому подобное. Это не я говорю, это ваша история говорит. И этот пункт есть в этом договоре. Я вообще при чем? Я этот договор никогда никому не упрекал, никогда никому не навязывал и ничего не говорил по этому поводу. Есть документы, посмотрите, я при чем? Вы хоть в одном месте покажите этот договор, где я опубликовал его на своей странице. Я не публиковал. Это ваша история. А были ли у нас договора, мне спрашивали. Я говорю, были. Я еще раз говорю. Шейх Мурза, Окотский договор, который заключил с Московской Русью, было это. В Шатойском районе, то, что были заключены договора, тоже было это. Три селения, три старейшины. Амад,
да. Ахмаду Хаятин донат Хакача задонатил брат Ахмед. 64-е сообщение, сумму. Ахмад, а Хаят нон донат Хакачун Хаятин. Дошло. Так. Поэтому эти документы, это все есть. Это так. Да, Ибрахим, знаешь, когда я увидел вот это сообщение, найдено 64 сообщения, это представь, у нас получается за сколько лет мы с тобой уже? 5 лет вместе, да, Ибрахим, работаем в Ютубе. За 5 лет, короче, мы за 5 лет все вместе взятые, молча, да, за все 5 лет донатов, которые пришли нам через YouTube канал, это 71 тысяча рублей. Это приблизительно где-то, наверное, 800 евро. За 5 лет 800 евро поступило. Если я правильно понял, 64 сообщения. Так что, вы сапуешь, что и вы ахшиш, что и было дачу. И чё? Так, ладно. Ладно, да. Так, есть вопросы еще? Расскажи про аварских ханов, которые попрошайничали на территории Чечни. Ну, послушайте, ну не ханов, а нуцалов еще раз прислал Ахмад. Ахмад еще раз прислал. Ахмад Хакачон, второй раз Адана Хакачон. РС Хилдал Сидуэль. Молодецник, Эзачка Соду летит. Ахмад, второй донат от тебя тоже пришел. Вот. Слушайте, про нуцалов. Я думаю, что вот эти сказки, рассказы, которые мы видим сплошь и рядом от Аликберова или от Хапизова, вот этих дагестанских историков, сказочников, чуть не сказал, якобы, да, мы это все прекрасно видим, знаем, как бы вам сказать, описание их, это очень много, о них много говорил. И Амин рассказывал об этом, и мы рассказывали. Я, честно сказать, не вижу у них никакой силы. И не видел у них сил. Те, которые были отправлены здесь или определенное время находились здесь, по разным причинам, очень много мест есть, где убивали. Убивали шамхалов, есть место, где 7 шамхалов убили на территории. Но чуть-чуть, это на Жаюрте Беной, среди биноевцев, Гейнбоч, Бенош, Виной. Много мест, где легенды и рассказы, где убивали каких-либо нуцалов. Нуцалханов, ладно, если так говорить. То, что логически, чтобы было понятно, те люди, которые говорят, это была наша, вот, мы здесь были, что вот это там было, Алитберов, кажется, да, рассказывал вот эти сказки, что Наур якобы принадлежал им. Это была такой сказка. А как могла она принадлежать аварским нуцалам, когда рассказывает об урочище Чачантала со своей свитой, который здесь находился, Нуцалхан наткнулся на небольшой отряд терских казаков, которые побили, от которых они сбежали. А что уж говорить о терских казаках, которых было в десятки, если не в сотни раз больше, я вообще молчу.
От брата Казбека. Ассалам алейкум. Казбек. Ва алейкум ассалам. Дал Духуахуэл. Дал Сейдуэл за поддержку нашего канала. Казбеку дайте. Казбек Алязин. Вот. Они рассказывают, что были здесь аварские города, или, ну, там и так далее. Ну, покажите. Что-либо покажите. Аварцы, как таковой, как народ, они не были подвержены депортации. Они не были врагами народа. Их могильные плиты, их города не стирались. И не было смысла, потому что они были, грубо говоря, да, на стороне царской России после уже падения Шамиля. После того, как имам Шамиль сам попал в плен, тоже в почетный плен, там, Калуга, нормально там, куда-то в оперу ездил, в балет, то есть ознакомливался с культурой. И все остальные деятели, которые занимались или жили, и сегодня рассказывали современный вот этот рассказ, что, ну, если бы мы знали, ну, если я не ошибаюсь, давайте я вам покажу, чтобы было понятно. Так, куда же делся? Я надеюсь, я его не удалил. Так, сейчас. Что делаешь? Подождите. Алло. Звук есть, но он очень слабый. Я слышу его, но очень слабо. Но он говорит, имам Шамиль завещал никогда не ссориться с Россией и всегда дружить с ней. То есть после того, как он увидел, какая большая Россия, ну, я думаю, ныне покойный уже, да, это представитель аварцев, который рассказывал об этом. А вот что рассказывал еще одну, и этот человек, нет, к сожалению, звук очень тихий. К сожалению, звук очень слабый. В следующий раз я постараюсь вам. У меня весь ряд этих роликов есть. Все это есть о любви к нам, о братстве к нам. Все это есть. Здесь нету никакого разжигания. Это исторические факты, это документы, это видео. Все эти видео на Первом канале, официальном российское телевидение, все это показало. Это, то есть, как бы здесь нету никаких проблем с этим. Вот. Не было никаких проблем у них и с другими народами, как таковой. То есть говорить о том, что царская Россия или современная Россия их выслала, уничтожила документы. Сам Айтбиров говорит же, неправда, что сжигали какие-то документы в центре города. Ему, видать, виднее, что неправда об этом, да? И он со своими сказками о том, что якобы чеченский язык появился при имаме Шамиле, это было, конечно, вообще нечто. Да, есть моменты о том, что он сказал, что был тюркский язык, что это был международным языком. Это мы знаем и без его сказок, как говорится, что это было. Но не забывайте, здесь говорит о преобладающем. Этот язык был преобладающим и для всех тех, кто проживал на плоскостной территории. То есть не было никаких аварцев, никаких лакцев в этой территории. Здесь в основе своей был тюркский язык, потому что тюрки, имеется в том числе в первую очередь кумыки, нагайцы,
преобладающее большинство, все силовые структуры, все плодородные земли и договора, которые были заключены с царской Россией, были с ними. И они первыми были первопроходцами, будь то Шамхал Тарковский или Эдельгерей и все остальные. Об этом вы можете найти документы. Здесь такая ситуация, в которой я не хочу вмешиваться. Кумыки имели очень сильный авторитет в глазах царской России. Да, там, я не говорю изначально, что были какие-то противостояния царской, Московской Руси, там он где-то сопротивлялся, воевал. Да, эти моменты есть. Но после того, как уже начали непосредственно владеть плоскостной территорией, то есть и Дагестаном, и остальным, тюрки занимали очень сильное место в глазах именно Московской Руси, в царской России. И поэтому, конечно, язык был преобладающим у них. И использовали его чеченцы? Да, использовали. Но при имаме Шамиле никак не мог появиться язык, который сегодня лингвисты приписывают одному из самых древнейших языков. Это в больной фантазии Айтберова, Хапизова, Патимат Тахнаева, Гаджиева, Зураба. Это вот у них в больной их фантазии со своим чеченофобией со своей. Может быть, они могут. Почему? Да, еще раз говорю. В чем проявляется? Проявление это, допустим, даже я много раз об этом уже на протяжении 5-6 лет говорю. Когда Тахнаева на конференции заявила, что Байсангур это вымысел Бенуарский, потому что у них нету своих героев, они выдумывают. Это разве не слова ее? Или как она по-другому? Зураб Гаджиев вообще там рассказывал, что в горной части, оказывается, вообще не воевали, ни одной башни не было. Ездил на митинги в Ингушетию и максимально пытался стравливать. А в том докладе, который был прислан нашими братьями 94 листов, там говорится, что все, оказываются, ауховцы, акинцы являются ингушами. И что они пришли и появились там вообще в 19 веке. Это именно его скрины есть зафиксированы, где Зураб Гаджиев говорил, что боевики из Дагестана уходили подсвечиваемыми вертолетами. То есть вертолеты российские указывали, куда нужно уходить, в Чечню обратно. Это по его словам, это он писал, это его комментарий, я его не заставлял. Он говорил, что ни одна башня в горной части Чечни не пострадала. Хапизов вообще ушел, говорит, до Аргуна все было, аргунское, до Аргуна самого, все это аварское, царство было и так далее и тому подобное. Какое? Где похоронены хоть один Сюлю здесь? Какое отношение? Здесь я хочу, чтобы было понятно. Со всем уважением, у каждого своя родина. И у Сюли есть своя родина. Жайхой называйте их, или Сюли называйте. У них своя родина, у нас своя родина. Но не может быть, вы должны понимать, если сегодня в 21 веке даже такое отношение, и в истории они записаны, как шапки тавлинские поплыли по реке Аргон и так далее и тому подобное. О чем речь идет? Сегодня это всего лишь история. Но говорить, что до Аргуна это были наши, что было ваше? Вас приглашали, да. Когда чеченцы были посредниками между царской Россией, не более. Этих моментов очень много. Про Саудиахар, попрошайничество и все остальное, друзья. Я не хочу забегать вперед. Эти материалы есть. Да, Ласаницкая, Саошская, Тунхули. Я обязательно все это изложу в своей книге. Все. Мое видение, мое понимание. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Сайнохчик Омансибия Сабалабат. Саэтохал Асиддаса Нислой. Остальные материалы
материалы вы можете найти. Я не хочу вместо кого-то идти искать материалы ради кого-то. Вот кто-то мне сказал, я должен побежать, найти, вырезать, показать и отправить. Заходите на страницу, подписывайтесь, листайте, чиркайте вниз, найдете все. С 2018 года по 2024 год все про историю вы найдете. Ссылки на какую книгу, на какую страницу. Я максимально постарался довести до вас всю информацию. Фотографирую первую страницу, фотографирую там страницы, где это написано, эти слова, указывая, подчеркивая красным, указывая стрелочками. Что еще нужно разжевать и показать, я не знаю. Вы должны это понимать. Башлам, ты с каждым эфиром просто себя и свою историю заказываешь. Что означает заказываешь? Я не понял. Нет. У вас трое спустились, когда отправлялись в Турцию. Это неправильно, недостоверно. То есть, по твоим словам, ты думаешь, что орстхоевцы в 1865 году появились на плоскостной территории? Это ошибка. Если инфа, что Нохчо были у Черноморья. Косвенная, маршал Дейл, маршал Хулшуды, есть косвенная информация, что определенные тейпы появились, но о том, что были при Черноморье, у меня нет такой информации. Косвенная информация, это то есть до там, нашей эры, не подтвержденная, имеется в виду, железного доказательства нету. Есть девушка Танзила Чабиева, вроде образованная девушка с грамотной речью, но по заявлениям Бузуртанова в молодости. Видео Йошуэга, хотите, могу показать. Брат Бяхмабила, приходится выходить. Бяхким даст. Это видео Танзила у меня есть про орство. Я обещал, что вам покажу в прямом эфире, но я не знаю, почему-то звук слабый. Я боюсь, что если я включу его, что опять будет не слышно. Так. Видео некоторые иногда приходится, Бяхмабилыша, приходится повторно закидывать. Так вот. Так, 148. Сободел. Про чеченцев. Сразу. Надеюсь, про черноморцев, которые задавали. Дзурдзуки при Черноморье. Дзурдзуки это Нохчи, чтобы было понятно. Таким образом, если судить по древним и средневековым грузинским источникам, до нашествия хазар кавказяне Дзурдзуки занимали и горную, и равнинную части Северного Кавказа, от Терека на востоке до Черного моря на западе. Присутствие дзурдзуков, как мы видим, как видели, отмечено также в приморских районах Западного Закавказья. В этой связи чрезвычайный интерес вызывает свидетельство, оставленное немецким востоковедом и путешественником Юлиусом Клопротом о древнем бытовании на Черноморском побережье. Название Дзурдзук с вариацией его написания приведем цитату.
Суджук-Кала, еще одна турецкая крепость, расположена в 25 верстах южной Анапы, бухте, в которой владеет речка, впадает речка Цемес. Дословно перевод ее названия означает «колбасный дворец». Но среди черкесов она куда более пристойно именуется Дзукцук-Кала, что означает «замок маленькой мыши», так как при ее возведении поблизости оказалось огромное число полевых мышей. После взятия Анапы турки и некрасовские казаки, жившие здесь вместе с ними, покинули эту территорию и переселились в Анатолию. Анапа сейчас находится в руках русских и населена лишь самым малым числом убыхов. В городе только один каменный колодец со свежей водой. Ибрагим. Арсо Ибрагим задонатил. Арсоевский волк дал Сидуэл, дал Лухуахуэл Ибрагим, дал Садуэл. Анапа сейчас находится в руках русских. Эта маленькая крепость, очень древняя, встречается на итальянских картах Черного моря под названием Цурцухи, Цурусуки. Порто де Сусака и Порто Суако. Стены ее выложены из кирпича. Трудно отделиться от уверенности, что Цурцуху и Дзурзуки – это слегка искаженные итальянским транслитерацией название Дзурзуков, который из старинных итальянских картах обозначена как крепость Анапу. А поскольку кавказяне, дзурзуки в древности действительно проживали при Черноморском побережье, то вполне естественным выглядят и топонимические следы их пребывания в этом регионе. Вспомним также приведенное выше свидетельство о древнем проживании дзурзуков в провинции Колхида. Историк Давид Багратиони и о княжестве Шаро при Черноморских районах Кавказа. В контексте проживания дзурзуков при Черноморье важное значение имеет отмеченное в жизни картлийских царей в связи с войной кавказцев с хазарийцами. Имя отца Дзурзука Тирит. Приведем соответствующую цитату. В ту пору усилились хазары и начали войну с племенем леков и кавказцев. Таргамасяне в то время пребывали по взаимном мире и любви. Над сыновьями Кавказа был владыка Дзурзук, сын Тирита. Решили шестеро таргамасянов искать помощи в борьбе против хазар. И собрались все из племени таргамасянов. Преодолели горы Кавказа, покорили пределы Хазаретии и воздвигнули города, на ее подступах возвратились. Отметим мимоходом, что, судя по древнеармянской версии жизни картлийских царей, основная тяжесть войны с хазарийцами легла на плечи нахчийцев-дзурзуков. В это время укреплялось племя хазрацев, стали бороться против рода лекаца и кавказца, которые от этого впали в печаль, просили помощи у 6 домов Торгома, которые в это время пребывали в веселье и мире, дабы пришли к ним для спасения, которые и пошли в полной готовности на помощь, и перевели в горы Кавказа и полонили земли хазарца руками сына Терита Дуцука, который призвал их на помощь. Учитывая, что легендарные первопредки кавказских народов у Леонтия Муравели носят имена самих этих народов, следует полагать, что Тирит, отец Дзурзукаса, также означает какой-то древний кавказский этнос, причем не просто родственный, а идентичный нахчийцам Дзурзукам. Действительно, целый ряд античных авторов, Дионис, Пер, Сурабо, 12, Плин, 6 и так далее, поминают народ торетов, теритов, локализуемые их в Колхиде, Северный Колхов. При этом выяснилось, что восприятие античных авторов тириты, тореты, тереты
оказывается самым тесным образом связаны с греческими божествами войны Арисом. Так древнегреческий Павсаний в II веке нашей эры в своем описании от Эллады отмечает, что статуя Ариса, стоявшая в святилище по дороге из Спарты в Терампну, были привезена из Колхиды. И что в этой местности Ариса называют Теритом, прозвищем, заимствованным у колхов. По мнению Павсения, слово терит означает зверский. Зверский вроде бы, да? Зверский, то есть по смыслу свирепый, воинственный, беспощадный. Потому что, как поясняет античный географ, вступив в бой, нельзя иметь чувство крепости к врагу. Подобно тому, как у Гомера сказано о Ахилле, как лев свирепый лишь мысли. Тем не менее, мы предполагаем, что название народа Тиритов, Торетов, Теритов ясно приступает разобранное нами в 16 главе и так далее, и так далее. Это дальше я могу зачитать. Сейчас пока уже, чтобы не было. Как бы я, надеюсь, ответил про Черноморье и потомкам Цурцуков, которые жили. По крайней мере, есть такие косвенные доказательства. Так, если это правда, то значит, что мы с лезгином ядыгами. Вот так вот. Задавайте свои вопросы. Что-то тишина совсем. А вы пока задавайте вопросы. Ибрахим, если в Ютубе вопросы, задавайте. Если кто-то хочет в прямой эфир, нажмите камеру. Дольше, да, архивный документ. Так, меня слышно, видно? Ибрахим, а связи ауй, сохешуй, гушуй? Или опять? Ну, с дзурзуками и кистами ты, конечно, загнул, Башлам. Комок, загнул ты. А я говорю, как есть. Дзурзуки и кисты, название, древнее название Нохчи народа. Это всем известный факт и доказанный факт. Так что мне не нужно рассказывать сказки. Хочешь подискуссировать? Вон камера, нажимай, заходи и поговорим насчет этого. Так, и личный вопрос тут кто-то прислал. Ассаламу алейкум, башламу алейкум. Сегодня в Википедии увидел, что тейп с Садой произошел от тейпа Билтой. Башлам, можешь рассказать об этом? Ну, скажу, что это неправда. Википедия соврала. Билтой тейп – это тоже Нохчи тейп, Садой тейп – это отдельный тейп. Являются они близко родственными, вполне может быть, потому что Нохчи народ не такой большой народ, как мы все знаем, ничего такого нету. А кто был раньше, были Садой или были Билтой, тут уже вопрос, конечно же, заинтересованности каждого, кто написал эту статью. Но скажу так, Садой тейп – это очень древний тейп. Это не тейп, который появился в 18, 19 или 17 или 16 веках, как и Уарсуай тейп. Уарсуай или Ауарсуай, которых называют, это один из древнейших тейпов. Есть точно так же Галай тейп, Нохчи, тоже древний тейп.
Садуэ тейп тоже древний тейп. То есть есть определенное количество тейпов, которые по сути своей очень древние, включая и Варандуай тоже. Гунуай, Варандуай, Уарсуай, Садуай. Это вот такие тейпы, которые являются незыблемой частью ногчи народа, и они являются очень древними тейпами. Есть более такие, не такие, скажем сказать, да, сильно древние. Так. Так. Хотел, чтобы вы послушали одно видео, но не знаю, будет ли оно слышно. Может, вы видели, а может и нет. Я не знаю, как можно сделать громче. К сожалению, слабый звук, я не знаю, что нужно сделать. Он раньше года 10 у меня хороший звук был, сейчас он почему-то очень тихий. Я убрал, потому что не слышно. По идее, должно было быть. Если есть вопросы, есть запросы на... Отправляйте, пишите. С радостью ответим на вопросы. Так. Что-то вы сегодня не сильно активны. Так. Что-то с моим, походу, интернетом. Ничего, я... Садо и Бильто близкие тейпы точно был. Ну, что они близкие, я и так сказал вам это. Тут никакого как бы сомнения нету. Так. Башлам. Химулш мавуха дaqenjish gdi enchukhtir doa. Iba, والله تصدقنا دقنجش gda azduqani washa. И خدات и кофе пью. Бушидо, кофе. Хейдуэ гадам. А это чтобы не пить крепкий кофе. Разбавляю. И что он докоша. دقنجك ده توجه. دقنجك عدل. Так, дальше смотрим. Юнус Бакая пишет. Ян Чистов сообщает, что среди чеченцев считается, что этот тэп считает, что выделялся из Бильтой вместе с Белгатой, Устрадой и включает тэп в состав Тухума Нохшмахве. Тут, конечно, вообще не совпадает. Вообще. В прямом смысле. Бильтой относится к Нохшмахвай, Садой относится к Чеберлай. Это раз.
Устрадхуа это вообще из ряда вод выходящий. Такой тейп в старых источниках его вообще нет. Я не знаю. Сейчас он вроде бы появился, говорят, но я не видел его. В старых источниках его точно нет. Ихрой относится тейп, Тухум тейп относится к Чеберлоевским. Я про них сегодня рассказывал. Они являются представителями Тухума Чеберлой. Ну, они все Макажуай, Цикруай, Ихруай, Цикруай, Басхуай, Макажуай, Харкарвай, Уарсуай, Садуай, Хуай. Они все находятся в одной площади. Как вы думаете, знают ли народы Кавказа свою историю хотя бы на 50%? Не скрывают ли нашу историю где-то в глубоких архивах? Насчет архивов точно не скрывают. Правду не знают, это однозначно. Почему? Как говорится, потому что мало уделяет внимания, мало за это платят, мало помогают. И кавказцы, как люди, которые любят очень хорошо жить пафосно, богато, круто, не занимаются историей. По мне это так. Если бы за изучение истории и всего остального люди бы богатели, весь Кавказ был бы сплошных историков. Ну а то, что историю мало знают, соглашусь с этим, абсолютно верным. Но такова была политика любой империи, чтобы на галерке всегда молча где-то восхищались центром, а окраины где-то молчали всегда. Косточку кинули, чуть-чуть там, чуть-чуть поверхностно, если вы про себя знаете, хорошо. А дальше не цвети трава, как говорится. Но это было всегда, кто-то более сильно скрывал ее, кто-то меньше скрывал ее, что касается так. Просто у Баслама пробивает сушняк, когда он пытается противостоять истории Галгай. Если бы я противостоял истории Галгай, поверь мне, ты бы плакал бы долгими ночами. И было бы тебе очень плохо. Но я историей Галгай не занимаюсь, я занимаюсь только новчей историей. А кофе пью, потому что мне так по кайфу. Вот. Про историю кавказских народов. Есть некоторые народы, которым нежелательно знать ее, а имеется в виду в силу своего некоренного происхождения. Они, конечно, больше всего им выгодно то, что не знаете эту историю. Коренные всегда были заняты немножко иными делами. Выживанием, наверное, больше сказать правильно. Это выживание в первую очередь. Нужно было выживать, нужно было строить, возрождать. И это было всегда, как ни странно. Это было всегда так. Можешь поплакать. Почему я не могу писать комментарии в Инстаграм? Юнус Бекаев. Не знаю, Юнус. У меня доступ есть, открыто все. Я блокирую только тех, кто матерится. Или только тех, кто занимается провокацией. Потому что завтра, если к ним обратятся сотрудники ЦП, он будет плакать, писать мне и говорить: я же просил тебя, прошу, убери видео, не публикуй видео. Таких случаев у меня очень много бывало, поэтому я всегда призываю, говорю, не занимайтесь провокацией. Незнание закона не освобождает от ответственности. Не занимайтесь разжиганием межнациональной розни. Рассказывать историю – это одно дело. Заниматься провокациями – это другое дело. Рассказывать сказки, всякие фантастические истории, заходя ко мне на канал, провоцируя, чтобы я сказал, или мои подписчики отреагировали на это. Это совсем другое. Это есть нарнийцы, которые заходят, о них никто не говорит, их даже никто не вспоминает, о них никто не думает. Но вот им хочется, чтобы про них, про родных, вот комплекс неполноценности свой поднять. Я про любой народ, без разницы. Деньга Халидов, который говорил, комплекс, у многих есть он. А интересоваться своей историей, узнавать, это совсем другое. Есть
Есть косвенные материалы, есть материалы, которые прямо говорят о том, что достоверная история. Поэтому каждый выбирает себе то, что он считает нужным. Понимаете, вот в чем дело. Ну, ты людям, некоторым людям прямо показываешь, вот то, что проходит сейчас, вот что есть естественная, настоящая, достоверная информация. Они нет, утверждают обратное, пытаются показать, что это не так. Кайник ажду, ажник айду бош. Вы воруете историю. Вы, ну, он зашел про Дзурдзуков, про кистов. Чувак мне рассказывает, кто такие Дзурдзуки и кто такие кисты. Это просто смешно просто. Реально смешно. Такова жизнь. Есть вопросы, задавайте вопросы. Что вы хотите узнать, что вы хотите услышать. Ихруай небольшой тейп. Насколько я знаю, как и к чеберлоевцам относятся и Рикхуай. У чеберлоевцев небольшие тейпы, такие как Рикхуай, Ихруай, Цикруай. Это небольшие тейпы. В пределах Ихруай, насколько я знаю, их до 3000, если не меньше. 3000 или 5000, максимально 5000. Последним по 2015 год, та информация, которая у меня была, их было то ли 3-5 тысяч. Именно их. Это исконно ногчи тейп, это имеют жилые башни в Чеберлоевском районе. Цикрой чуть больше, кажется, цикрой. Цикрой до 5000 было, Рикхай от 5 до 7 тысяч было. Цифры я помню хорошо. Но у Арсуа и Саадуа их чуть больше. Хотя Саадуа как таковой тоже не сильно много. Считается, что до 10 тысяч их. По крайней мере, было раньше. Но это 10 лет тому назад было. Я не знаю, может после этого меньше стало, может больше стало. Не могу говорить однозначно. Надо проверять. А это очень сложно. Именно тейповую перепись сделать очень сложно. Вот. Вот такая вот ситуация. Но что хорошо ногчи народу, как говорится, то смерть другим. Поэтому ситуация уж. Про Харкарвай, Макажвай, Уарсвай, Хуай. Про 4 эти тейпа я написал. Информацию об их тейпах, количество их, ареал проживания, сколько их, где они в основном. И их родовые села и башни и горы, если таковые есть. Про Ихруай, Цикруай, Басхуай, Рикхуай. В Рикхе я не был, но про Рикхуай я уже написал. Видео опубликовал. Еще года 2 тому назад. Повторяться я не люблю. Если кому интересно, нужно просто пролистать года 2 тому назад или бить через хэштеги Рикхуай и так далее, посмотреть надо. Про происхождение тейпа и там открытие мечети было в Рикхуай. Я опубликовал. Макжу тоже опубликовал. Про Макжу у меня еще есть видео. Про Хуай у меня есть слайды, тоже нужно закинуть. Но информация про тейпы я уже закинул. Там как таковой прямо таких историй про тейпов не бывает. Или стражники, или копеносцы, или там пограничники, или там лучники. В таком формате есть информация. Общая. От речки название, там, гора, географическое расположение.
где в современной, на плоскостной территории ныне проживают, и количество тейпа. Вот. Даже про такие большие тейпы, как, допустим, Чинхуа. Чинхуа считается большой тейп. До 100 тысяч считается Чинхуа. Про них тоже информация. Даяна Ишак. Даяна. Пошел отсюда. Шнель какой-то будет у меня на эфире здесь писать. Башлам читал, где-то в кулуарах был большой центр торговли. Знаешь что-нибудь про это? Башлам читал, что в кулуарах был. Нет, не читал. Не читал. Ну, Алхан-Кала, местность Алхан-Кала. Я, честно сказать, там был магаз, по информации еще со времен Виноградова, я это опубликовал. Ты хочешь, я тебе помогу? Family 366. Я слушаю. Смотри, я тебе помогу. Больше ты не будешь меня слушать. Я бываю в шоке. Я тебя от шока освободил. Взял просто и отправил во свояси. Просто знаете, что бывает смешно? Никто никого не держит. Вот этих людей мания, комплекс, я не знаю, обижены чем-то. Вечно сидят, вечно ноют, вечно у них какие-то проблемы. До них дела нету никому. Заходят, когда ты их ловишь, говоришь, хабуар шайла, я кал я ма'ула, хочу воли, хайюхкоч, уахай, хай конкретно хаттер дала, хатта, хай дала. Да, цав, я лхацевал, что. Понимаешь? Нету ни совести, ни чести, ничего нету у этих людей. Про них не говоришь ничего. Почему не говоришь? Ну да ладно. Какие вопросы еще? Есть вопросы, запросы на эфир. Я так смотрю, знаете, более активно подключается в эфир тогда, когда ты Telegram включаешь. Наверное, следующий эфир нужно сделать Instagram, Telegram и YouTube одновременно, как мы делаем. Потому что, 9 часов я зашел в стрим, прямой эфир. Амад, единственный с Франции, вышел, отправил запрос на прямой эфир, выстрелил. Остальные очень пассивные. Задавайте вопросы, что вас интересует, все что угодно, я сказал. Кроме как конкретно некоторые политики. Поскольку я считаю, что в политическом вопросе мы ничего. Мнение у меня, конечно, есть. Я могу его высказать. Но каким образом это может повлиять на современную науку и историю, я не вижу никакого смысла. Вот. У меня Telegram работает. У меня все работает, честно сказать. Альхамдулилlah. Кроме самого телефона. Вот телефон у меня конкретно гоняет. Вот. Все работает через VPN. Telegram все работает. Лариску очень стимулирует эфир. Да, Лариска, сосиска, которая вечно плачет, жизнью обижена. Ну, просто я реально вижу, Тимур, что у нее комплекс у нее, то ли психическое какое-то отклонение, может, болезнь какая-то, она просто не может без этого. Может, что-нибудь расскажешь про древний город Джулат? Кто там жил? Кто основатель? Чем занимались жители? Мне интересно так, как живу теперь в этой местности, где был Джулат. Альберт, я чего не знаю про древний город Джулат, я не знаю. Ты мне уж извини, чего не знаю, того не знаю. Я так
какого города, не знаю, может, есть у него другое название. Терлотайп, в общем, про Терлотайп я рассказывал. Кафирстан. У меня целая книга про оружие и мастеров. Начиная от старых атагов, заканчивая Толстой юрт. И есть книга «Ассаламу алейкум башлам, алейкум ассалам». Если вам интересно, конечно, ее взять и ознакомиться, и не проблема. Но я впервые сталкиваюсь про оружейников чеченских, которые вопрос задают. Они у нас были мастера, причем даже некоторые до сих пор, потомки их сохранились. Занимаются ли они этим делом или нет, я сказать не могу. Насколько я знаю, в Шалях или в Герменчуке до сих пор есть один мастер, который делает именно по реставрации, точнее, чеченские именно оружие. Это Герменчук, Шали. Раньше был Атаги, Толстой юрт. Потом еще пару сел. Ну, информация есть, можно взять, посмотреть. Так все и не запомнишь. Много сел, где реально занимались оружейниками. А вот прославленные оружейники, насколько я знаю, есть в этих селах. Кажется, братьев Асхабов, книга «Оружейное дело». Если ты подождешь минуту, я ее сейчас принесу тебе показать. Айса Асхабов и Хамзат Асхабов стоять. Вот такая книга. «Поиски утраченных реликвий» называется. И здесь, конечно же, у нас есть книга великолепная, русско-английский версии тут с обоих сторон. И здесь, конечно же, изделия кавказских оружейников 18-19 веков. Та самая Люшая в кулаке, где Садов и Сербию Толстому подарил. Шашку я вам показывал. Вот. Но здесь что-то Руставели. Здесь поиски реликвий. Это... Так. Сейчас. Ну. Так. Болт, рук, бархатырю. Все. Так. 4 сантиметра. Андрейна. Гнедовский. Длина. Ну. Здесь. Так. Кинжал с ножами. Ну, здесь это нужно просто видеть. Здесь великолепное издание. Вот такое. Здесь просто описание самих сел, где делалось. Хотел посмотреть. Здесь после Валерикского сражения, кинжалы, рукопись «Кинжал с ножом Чечня», 1891. Сталь, серебро, кость, кожа, дерево, ковка, гранировка, так, длина ножа. Кинжал, Чечня, вторая половина 19 века. Потом так, Чеченская республика. Надо очень много материала, надо ознакомиться, прежде чем книга «Поиска утраченных реликвий». Айса Асхабов, Хамзат Асхабов. Вот такая книга.
То есть здесь издание, в этом издании есть все материалы, касаемо и современного Валерийского сражения, Иранское сражение, персидских войн, то есть там много какого оружия. Но с каждым на усмотрение. Желательно, конечно. Аделишу, да ищитес. Или есть вопросы, Дерес Хамасана? Когда возникают вопросы, мы можем рассказать, мы можем показать книги. Жили ли при Черноморье, там, допустим, наши племена? Есть ли информация об этом? Жили ли ногче племена при Каспии? Есть ли об этом информация? Маленькие выдержки со статьями, с видео, с картами. Я это публикую. Здесь нету ничего, никаких претензий сегодняшнего ногчи, представителей ногчи народа, допустим, тем, кто сегодня проживает в Причерном море, или тем, кто проживает при Каспийском море. Проблема непосредственно чеченофобов, чеченоненавистников, будь те, которые с Юлей, будь то там кто-то другой, заключается в том, что они думают, когда мы рассказываем какие-то исторические моменты, они думают, что мы претензии, то есть на варе шапка говорит, что претензии, вот они хотят выйти к Каспийскому морю, что они хотят забрать Хасавюрт, забрать Аух, вот эти сказки рассказывают. Почему вот эти прибаутки? Во-первых, вопрос решает федеральный центр. Если бы чеченцы бы это делали, они бы это делали бы спокойно сегодня, имея такой политический авторитет, они могли сегодня это затронуть в федеральном центре в Москве, те бы нашли бы юридическое основание и просто бы вернули, и все. Если бы на то было бы желание или политическое решение нашего там руководства региона и так далее и тому подобное. Чаяние простых людей, которые хотят вернуть там какие-то земли 15-16 веков, не усматривают. Так политика не делается, так государство не строится. Такого вот образа демократического волеизъявления в России пока не было и не может быть. Потому что, во-первых, войнука бац, чтобы было такое. Во-вторых, войнука бац, и в-третьих, войнука бац, я хайкалдац, и сумутехай. Мы как лебедь, щука и рак. Восточные про западных, западные про северных, северные про восточных. Вот так сидим. Юг я вообще молчу. Юг вообще считается как Техас независимый у нас. Ламруа это типа отдельное государство. Тяркуа отдельное государство. Западные чеченцы это отдельное государство, а восточные это отдельно. Вот так, как лебедь, щука и рак. Какой народ ближе по крови и ДНК чеченцев после ингушей? Ну, ингуши это не считаем мы отдельно, это отдельный народ Блах Юждац, это один и тот же народ. Но то есть здесь среди кавказцев, кто кому ближе, тут говорить очень сложно. С адыгами у нас очень много общего, с лезгинами у нас очень много общего, имеется в виду с Дагестаном. С грузинами у нас очень много, то есть по ДНК, если ты говоришь. Все у них северные грузины, у нас южные границы Грузии, они являются по ДНК то же самое ДНК, что и у нас. То есть здесь никакой разницы нету. Все одно и то же. Вот. А с этой стороны ДНК смотришь, у адыгов, кабардинцев, там ДНК совпадает. Там не совпадать ему, там целые фамилии, которые переселились к черекесам, адыгам, целые фамилии есть. А здесь переселившиеся оттуда. То есть они, ногчи наши там, которые стали кабардинцами уже, по крайней мере, как кабардинцы считаются. Они знают и кабардинский язык, они знают все. Здесь ничего такого нет. Само собой, и с той стороны, ну, допустим, фамилии, есть некоторые фамилии в Осетии, да, которые считаются происхождением корней отсюда. Дударова и так далее и тому подобное. Вот. В Дагестане, в Дагестане это само собой вообще. У них тоже есть
совпадения с нашими. Я не могу сказать у всех, конечно, нет, не у всех, но с определенными из них. Есть такие совпадения. Вот. Так, в остальном, с кем у нас нету? У нас нету общего ничего с армянами, нет. Вот. Насколько я знаю, с азербайджанцами нет. По ДНК совпадения, имею в виду. Насколько я знаю. И кем еще нету из кавказских. Но что у тюркоязычных это само собой. Хотя тут уже каждый выбирает по себе. Есть те, которые, к сожалению, к нашему, почему сожалению, для нашего народа это сожаление, те, которые умудрились приписать себя другим народам, есть те, которые приписали себя, точнее, утеряли некоторым историческим событиям или исторической хитрости, приписали к себя, к соседним нашим народам. Называть их я не хочу, но они себя сегодня называют некоторые соседними, как говорится, народами ничего, как говорится, общего нет. Осады длительность очень хватает. Вот. Поэтому в основном с армянами нет, с азербайджанцами нет, с грузинами, поскольку граничим, есть, с осетинами нет, да есть, но, по крайней мере, исторически. Ингушей я отдельно вообще не считаю, с адыгами есть. Ну, то, что с русскими, терскими, казаками вообще почти ничего нету. Это кроме Хаидин, Хабалин, Зудри Халарбир, это куначество, соседство было, что Цер Хабалин, но Цер Гдаца был это. Больше, как говорится, причерноморские чеченцы. Я только что зачитывал про Дзурдзуков. Когда-то были. Ну, вообще считается, что Магажуай, есть по одной из версий, что Магажуай тоже жили, где ныне, когда-то жили, в древности жили, где земли ныне Абхазии. Такая информация тоже есть, я опубликовал в посте, вы просто, может, не прочитали. Но вот такие версии есть. Ну, мы же говорим о том, что в древности ареал проживания наших тайпов и нашего народа был чуть больше. Вот такое вот, как говорится, есть. Но опять же, где мы это находим? У Гумбы находим у Хасана Бакаева, у Сигаури и так далее и тому подобное. Ну, вот, честно сказать, вот этот материал братьев Асхабов про оружие, я почему-то где-то я видел список здесь. Но здесь это очень... Ну вот, клинки изготовлены с селения Старой Атаги. Возможно, он был заказан в конце 19 века, указан здесь. Вот. Закаев Минга, то есть здесь клинок кинжал из селения Старой Атаги по имени Таха. Вот. Прямо здесь есть фотографии, как они выглядят, кто Магомаевы. Клинок этого замечательного кинжала изготовлен в Чечне в селении Старой Атаги. Йох-Атха, док-мастер Ашхарчуфтерду. Кинжал изготовлен в Тифлисе. Они украшены в одном селе обоевцами. Кинжал, Эрмитаж, Миллера в Тифлисе. Вот.
Вон, видите, сделан. Кинжал изготовлен в Грузии дагестанским мастером Казикумуха. Надпись на клинке гласит: сделал Мухаммад. 1316 год. Сделан Рамадан в Кумухе, владелец Калбирован. Такие вот, то есть они указывают здесь не только... здесь оружие всех, походу. Отделка очень четкие. ТТТ. Грузии сделано, в Турции сделано. Но здесь, походу, на этой книге есть... Насколько я знаю, у нее есть еще и вторая часть. Немалая часть представленного в альбоме оружия некогда принадлежала горцам-мухаджирам, переселившимся в страны Ближнего Востока после Кавказской войны и эмигрантам, покинувшим Россию после революции 1917 года. Теперь эти уникальные предметы являются для всех нас памятниками нашей истории и культуры. Они свидетельствуют о трагическом прошлом, трагического прошлого, немые свидетели мужества и доблести в чести своих несчастных хозяев, выживших на полях сражений, но вынужденных покинуть Отечество и почивших на чужбине в тоске по родине. Такие вот надписи, как говорится. Очень много, очень богатая книга, очень хорошая книга. Обе части будут у меня, если я доживу до того дня. Не знаю, там в 2 частях или нет, но, по крайней мере, здесь не написано. Первая часть здесь просто она добралась до меня. Вот. Надеюсь, что точно так же я достану двухтомник Ильяса Сигаули, если у меня получится. Хотя я знаю, мои родственники, родня Мелхишбу, но все равно даже у них, у многих нету этой книги. А должна была быть. Ильяс Сигаури – это выдающая личность нашего народа и среди наших историков. Книги Ильяса Сигаури, Хасана Бакаева, Руслана Арсанукаева, Хизриева Хаджи Ахмедовича, Сулеймана Делимханова – это одни из лучших представителей наших плеяды, наших историков. Гакаева Хамзата Адамовича, Хазбулатова Асламбека Имрановича. Несмотря на их взгляды, несмотря на все плюсы и минусы, вот их работа — это «Ва алейкум ассалам» осталось в тех краях и... Так, Башлам, если к Урарту, если мы имеем отношение, то возможно ли иметь в определенном районе Армении, чтобы мы не имели общую ДНК, есть в любом случае какие-то определенная часть осталась? Я так и не понял, в чем вопрос. То, что Урарту и Уратийское государство, то, что Армения, совпадение с этим, конечно, если ты непосредственно имеешь в виду то, что сегодня армяне проживают там, и принадлежит он там, допустим, да, части Армении, части Азербайджана, имеют ли они, если мы родственные к урартийцам, имеем ли родственное отношение к армянам? Есть такие армяне, которые говорят, что да, имеют. Но это армяне. Нет, ну, я, по крайней мере, то, что я не видел, я не знаю. Может и есть какие-то ДНК совпадения. Я, по крайней мере, не видел. Это я знаю точно. Если я правильно понял вопросы. Так.
Так, дальше. Нет. Про соседние регионы я пытаюсь максимально, конечно, не затрагивать, не потому что в один период я пытался ознакомиться и с историей, точнее, была возможность ознакомиться с историей соседних народов, но когда ты рассказываешь про соседние народы и регионы, об их истории, появляется казус какой-то неправильный. Тем более, если у тебя исторические параллели с ними не совпадают. Одно дело там новчий народ и адыгский народ, да? Черкесский называйте, кабардинский называйте. Правильно говорите, адыгский народ. Это одно дело, когда есть параллели, есть исторические общие национальные герои и так далее и тому подобное. Но есть, которые вообще не совпадают. С нагайцами, допустим, совпадение у нас только непосредственно новейшей истории в основе своей. Остальное, то, что они занимали, причем огромные части плоскостных территорий в свое время, тут сомнений нет. Имели ли они политическое или какое-нибудь влияние на нас? Маловероятно, по крайней мере, не зафиксировано. Исторических памятников или каких-либо мавзолеев и тому подобное у нас им нету. Их городов здесь тоже нету. Да, без всякого сомнения, сегодня 3 селения, кажется, если я не ошибаюсь, в Шелковском районе, проживающие компактно, где проживают нагайцы, есть на нашей территории. Это северная часть, да, северо-восточная часть нашей Родины. Вот здесь есть то, что мы их не пытаемся ассимилировать, это однозначно. То, что у них есть культурный центр, что им помогают, чтобы они говорили на родном языке, поддерживали свою родную культуру. Здесь однозначно. Проблемы с ними у нас никогда не было. Ущемлений в отношении чеченцев к нагайцам никогда не было. Так что ни к нагайцам, ни к кумыкам. Ну, с кумыками ситуация чуть сложнее. Тут уже взаимоотношения более тесные, нежели чем с нагайцами. Кумыки, они все-таки более выглядят как европеоидная раса, в отличие от нагайцев. Нагайцы, они относятся к монголоидной расе. И тут уже, как говорится, чисто если говорить по расовым внешности. Ладно. Тут возникает с кумыками очень много общего, очень немало, я так скажу, браков взаимных. Их и так немного здесь. Но среди даже тех, которые остались, с ними есть хорошие взаимоотношения. Это не говорит о том, что с нагайцем нет. Нет, конечно, есть, но там очень маленький процент. 0,0, там 1, и с кумыками более большой процент. Кумыков чуть больше, чем нагайцев. За ними 1, 2, 3 села, и в городе Гудримес они проживают. Вот. Исторически, само собой, эти земли никогда им не принадлежали. Это исконно чеченские земли. Но при завоевании и распределении этих земель, они оказались на этих землях благодаря своей грамотной политике. Но, честно, стоит отдать должное, они умеют себя вести. Умеют себя вести взаимоотношения с чеченцами. У них нет вот этого нарратива, вот быдличества. Мы, да, я, такого нету. То есть по отношению к нашему народу нет. Здесь, по крайней мере. Но есть ли среди них высказывания там, что Гудермес был наш, Мелчхей наш, Брагуны, и такие разговоры есть. Есть видеозаписи, где они говорят вплоть до Грозного, что это их земли. Да, стоит отдать должное во время
царской России, они доходили вплоть до крепости Назрань. Мы видим на картах это. То есть даже между ингушами и чеченцами там есть кумыки. Надпись на картах. Это карты 19 века. А это буквально недалеко от крепости Назрань. То есть в этой области, чтобы вы понимали. Сегодня точно так же немалое количество кумыков проживает в Осетии. Это Моздоки, Моздокский район. То есть это место раньше называлось Чичбалка, Чеченская Балка. И Кизляр. Есть такое селение. Кизлюрт, кажется, называется. Или Кизляр называется. Как он называется? Недалеко от Моздока. И в самом Моздоке сегодня кумыки проживают. То есть по Тереку вверх. Ныне это Осетия. Ну, в Чечне. Ну и само собой в Дагестане. Так-то они есть и в Пятигорске, есть там. Тут вопрос не в этом. Вот. Такие вот, как говорится, пироги исторические, которые с нами проживают. Кто там еще? Ну, терских казаков не так много. На Уре, в Шелковском раньше проживало достаточно, но их никто не убивает, ничего. Но вообще в последнее время отток русского населения с Кавказа, он заметен. Этим недовольны националисты различного рода. Мол, вот уезжают, вот третье, десятое. Уезжают не потому, что их выживают, или не потому, что чеченцы там живут такими же правами, как и остальные русские и так далее и тому подобное. Хотя это наша родина, это наша земля и все остальное. Но несмотря на это, чеченцы приспосабливаются, где бы что бы ни было. А они уезжают. В Чечне много сел, в Кумыкске нет, немного. 3 или 4 села. Виноградная, да, 3, кажется, села. 3 или 4 села. И немного в Гудермесе они живут. 3 села и немного в Гудермесе. Ногайских 3 села. Если не ошибаюсь. Это если говорить компактно, в котором в основном они проживают. А Сюли проживают. Есть одно село, в котором они проживают. Но это очень маленькое горное село Шаройского района. Вот. Газрумки проживают в разных местах. Их не так много. По чуть-чуть есть. В основном, ну, азербайджанцы это в основном приезжие, которые фрукты, они их продают в ресторанах, работают. Их не так много. О, кто-то сейчас даже задонатил. Или нет? Или да? Да нет. Банк. Нет, последний задонейшн был от Ибрагима Уарсо. Так что я ошибся. Пришло сообщение, просто я не понял, от кого оно. И походу банк мне отправляет одни и те же сообщения. Альберт. Адыгов мы до сих пор называем по их древнему самоназванию. Касгон, Касак. Вы, по-моему, их называете Черкази. Какое из этих названий древнее? Нет, Черкази не называют. Да, есть, которые Тайпан Черкази называют. Но Адхуай называют те, которые есть. Да? Да, говорил. Кана псида حدوش مجدك دوق تسال داش تو دوق ميري مو يجري الشاب سيدا اخي حدوش مجدك دوق خاصة غادقش تاغوش ويكويش ويكناغوش ситуация у тебя. Вот. Что еще у нас? Хотел еще что-то сказать, но
Да, Адыков. Что касается названия Черси, Черкези, ну, допустим, абазины у нас определены как Абзуай тип. Татарин Гайзлой. Татар называют Гайзлой. Лакцев называют Газгумки. Кумыков называют Гумки. Аварцев называют Сюлой или Жайхой. Но в основном Сюлой. Лезгинов Лазгой. Адыгов Адхой. Кабардинцев Гайбертлой. Черкесов Черкези. Абазинов Абзуай Элерес. Грузинов Гюржи. Ингушей Галгай. Осетинов Хири. Терских казаков Галгаский. Кого я не назвал? Калмыков Гажрой, кажется. Ганкой. Ганкой. Вот азербайджанцев я вот уже подзабыл. Брать не хочу. Не помню. Догадала. Надо вспомнить. Гажрой, кажется, греки. Вот. Кого я упустил? Ну, вот Ахрой Даргинцы записано у нас. На остальные тайпы там маленькие народы вообще не относятся никак. Не записаны. Ну, армяне Эрмлой. Гаски, Верси и Мюжги относятся к русским. Жикты относятся к евреям. Вот. Вот так вот. Насколько я помню. Купчой. Купчи называют кубачинцев. Купчи называют кубачинцев. Это дагестанский народ. Их называют кубачинцами. Купчи. Не купчи, а купчи. Купчи — это Яковлев говорит, что ингуши называли так своих бедных родственников. Ну, по крайней мере, Яковлев говорит в его книге. Вроде всех назвал. Сами мы ногчи. Нагайцев Ноги. Нагайцев Ноги называют. Не Нохи, а Ноги. Кистинцы азербайджанцев Татри называют. Не слышал такого. Башлам Пахрудин Арсанов говорил, что очень много осетин по ДНК имеют корни чечен, нашхуай и некоторые чеченцев мялхи. Ты слышал про это? Очень много не знаю, но осетины имеют, Дударову должны относиться. В основном род Дударовых относится к нашим лам-эхке, я слышал. По ДНК я не знаю, возможно, по Хрудина есть данные, он может сказать. Иса Аль-Кавказ, азербайджанцев по-нашему, по-моему, Мамед, если я не ошибаюсь, Мамед, азербайджанцев по-нашему Мамед, если я не ошибаюсь. Я не слышал этого, не буду врать, я азербайджанцев не знаю. Где Яковлев это говорит? Можешь прочитать, найди книгу Яковлева, найдешь. Указывают
там указания, он указывает про родственные отношения, он говорит, бедных там своих родственников или что-то называет так, вроде бы Яков. Выдержку можешь найти. У Яковлева есть эта книга. Если есть, застрелись после этого. Просто. Возьми так. Если нету, приди ко мне, я тебе ссылку скину с вырезкой. Потом повторно застрелишься. А кубчи – это кубачинцы для нас. Вот. Так что вот так как-то. Если я говорю правду, ты признаешься, что ты гусь? Ты же великий историк. Если я тебе соврал, и если у Яковлева это не написано, можешь после этого говорить, что я всю жизнь только тебе и врал. Если это окажется правдой, ты окажешься гусем. Просто ты гусь. И все. Газ, газ. Хватаешь газ гневом. У Яковлева найдешь это, посмотри. Странно, что ты великий историк, который закидывает сторисы разные ерунду, не видел такого. Вот. Хорошо? Если Яковлев у себя это не указывает, вообще об этом не пишет, тогда я виноват. Я перед всей аудиторией скажу, Галгай, ты был под ником Галгай, ты был прав. Я прошу прощения. Если ты врешь, то ты гусь. Хасан задонатил, Хасан, да, Сейдуэл, да, Духуахуэл, с Ютуба Хасан задонатил. Твой донейшн дошел, огромная благодарность за поддержку. Вот жалко, что мне... Ладно, не будем. Я понимаю. Не будем. Надо мне все-таки эту книгу купить. У меня-то есть эта вырезка, можно посмотреть и увидеть это. Ну, кому конкретно относится Барзайл, я тебе дал знать, да? Мы их называем купчи, это кубачинцев. Это те, которые приходил, мастерил у нас посуду, обувь, которые с соседнего региона, и показывал это все. Делали. Мастерами они были в основном. Вот, хорошо, что ты это сказал. Если Яковлев про Купчальгейт, кажется, она называется там, да, Купчальги или как это называется. Если он не написал, я виноват. Если написал, ты виноват. Я это говорю, можешь еще раз записать это. Сейчас, Обердел. Сейчас я постараюсь эфирироваться. Это Лариска, не обижай гуся. Да пытаюсь не обижать. Алло. Чао. Салам алейкум. И Яковлев спра Küpçülge yazına gayet işi ясно. Картинка милш книга yazını кусок hayattan sonra каца. Зеленая надпись غلا в прямом эфире ща. Ну, надпись غلا лязина бьются ща غلا у Цыбаласа. Я не знаю, кто, он говорит, что у Яковлева, где это есть или нету. То есть я ему сказал, что если он, видать, под сомнением ставит это. Hayattan sonra отрывок. Дождь, да, Архивна, документ. Да, ты не уходи далеко, чтобы тебе сейчас это я зачитаю, а ты потом более достоверно будешь. Хорошо? Не, я тебе сейчас зачитаю. Сейчас придет.
бедность и про все остальное. Там в куске все написано. Понимаешь? Листов уша борцу, варство уша борцу. Сейчас я тебе зачитаю, чтобы было более правильно. Что-то про бедных, если я не ошибаюсь, бедных родственников, что-то он говорил, что так называют. Или кого-то так, если я не ошибаюсь. Цитата более точная. Сейчас мы ее обязательно ознакомим вас с ней. Дольше, да, архив на такой меньше. Просто материалов очень много. Сейчас мы зачитаем его обязательно. Освободил. Так, зачитываю. Мича, окауя, зайди сюда. Нарнеизма, зеленой аватаркой зайди, чтобы... Собри, зайди, окауя. Я зачитаю всем, кто здесь находится. Поскольку он говорит, профессор Н. Яковлев. Книга называется «Ингуши. Семья, род и фамилия». Не меньше поводов к разрыву родового единства имеют и богатейшие семьи немногочисленных пока в Ингушни мелких торговцев, ростовщиков и так далее. Им, конечно, еще неприятнее бывает поддерживать связи с многочисленной и часто нищей родней, оказывать гостеприимство и внешнее уважение тем из них своих старших по родству однофамильцев, которых они, пообтесавшись в городе, считают грубыми дикарями. Особенно же в тягость становятся родственные связи такому купчику, если они вынуждают его роскошной, как там написано, его роскошен, Бяхмобила, здесь, связи такому купчику, если они вынуждают его раскошелиться и по обычаю сказать денежную помощь какому-нибудь бедному родственнику-однофамильцу. Один такой мелкий лавочник искренне жаловался мне, что вот сейчас приходится ему принимать у себя своих родственников-однофамильцев, которых он считает настоящими ворами. Ему приходится не только скрывать свое возмущение, но и кормить в своем доме целую ораву непрошенных гостей, всячески ухаживать за ними, изображать из себя приветливого и так далее и тому подобное. Особенно же в тягость, здесь написано, особенно же в тягость становятся родственные связи только купчику, такому купчику. Так, что здесь отношение какое имеет? Купчику написано. Весь текст я зачитал. Профессор Н. Яковлев, Ингуши, можешь зайти посмотреть. Так что, Гусь, прости, тебя ничем порадовать не могу. Ты сам зашел, спросил, я тебе ответил. Так, освободил. Так, профессор Яковлев, Государственное издательство Москва, 1925 год, Ленинград. Яковлев, книга, 1925 год. Фотку этого показать книги? Страница 60.
А, нет. 60-я, да. 60-я страница. Понимаешь? Вот так как-то. Здесь, по крайней мере, так написано. Бедно, если я правильно понял, про бедноту тоже здесь. Особенно же в тягость становятся родственные связи такому купчику. Так как-то вроде бы. Может, Яковлев ошибся. По крайней мере, Яковлев так пишет. Может, он и ошибается. Так, да, и кто? Кто-то поддержал, сейчас задонатил. И наша сестра Резида задонатила. Резида дал Сидуэл, дал Духяхуэл. Болдиснак Эзершка Судуэлетил. Да, это было. Так что, дальше. Ну, пришла, внимание никто не обращает. Внимание нужно, важно. Sayın Yezdер. Sayış Резида, Sayın Yezdер. Цеяхкин. Ханха. Садук Ежрибу. Резида. Цехаз Цею. Очень красивое имя. Если она поддержала меня, почему бы и нет? За это люблю, уважаю, ценю всех своих сестер. Гусь Мичела, я. Миллион, да, это инсан хаз выстрелит сахлять. Так, все. Дальше. Вопросы есть еще? Эфир идет, задавайте вопросы, если есть вопросы. Все вокруг живущие народы я вам назвал. Тех, с которым, по крайней мере, есть ночью название. По момент олар ош сумцахайза азербайджанша. Есть какие-то мифотворческие названия, Азербайджане, туда-сюда, но это не имеет под собой никакого основания. В эфире, вы в эфире, меня слышно, видно? Неужели опять не видно, не слышно? Угу. Вроде слышно, видно, я не знаю. Видно. Ну вот. Нет, я еще раз поясняю. Кто на чеченском языке, кто на чеченском языке, как называют на чеченском языке кубачинцев? Такой был вопрос. Кубачинцев у нас называют купчи. Татари бубах, Азербайджан, Саму, Кому, Газри. Газри, грек, Бусу, Галцева. Башлам, кроме тебя ничего тут не видно. Башлам, кроме тебя ничего тут не видно. Но вы можете нажать камеру, зайти в эфир и показать себя, если вы хотите. Я же не скрываю вас. Кроме тебя, то за что-нибудь спрятаться, за книгу, может. Святая из святых. Лучший бестселлер последнего времени. Чеченские этнонимы, древности происхождения. Одна из самых лучших книг о нашем народе. Из последних, то, что я говорю. Вот. Джелтой греки. Джелтой, да? Газри, бой газ, сунцаца, да, газри, значит. Гомхуай, калмыкшбу, азербайджанцы, Джелтой. Джелтой греки. Ладно. Ты же спрашивал, меня видно было.
бонус. Ты же спрашивал, меня видно. Нет, я спрашивал, что-то все молчат, вопросы. В Ютубе есть ролики про историю Нохчи Лимон, вроде автор, так себе называют, видел в основном. Нет, не видел. Не видел. Чего не видел, ни того не видел. Я мало провожу времени, честно сказать. Мне всегда интересно, Джамалдинов, ислам, что интересуется эфиром исторического контекста. Не понял я. Галмах чай это калмыцкий чай. Теркист. Ва алейкум ассалам. Ты подписчик Шабабы. Олам, хэш муат почти. А надо было меньше песни петь на свежем воздухе. Я тебе говорил, что не тот возраст у нас с тобой, чтобы уже песни петь, понимаешь? Да, архаровцы. Ой, хош вац ваша баха. Чего выстрел ба? Ничего, вроде бы рассказывал историю про наш народ. Разные вопросы отвечал. Ну, время от времени здесь заскакивают нордийцы, пытаются. Оказывается, статью Яковлева про Купчика они не читали. Он резко заинтересовался, какая книга, где, как. Я обязательно это зачту. Пошел делать нарезки, наверное. Но это же любимая тема. Они же очень сильно любят этим словом адрес нашего народа говорить. А в истории она зафиксирована только так. Что я могу поделать? Ничего. А во всем вот со своими вопросами виноват Борз Айл, который спросил, как на чеченском языке называют кубачинцев. Я и сказал. Борз Айл. Шецерцане опасно. Опасно. Есть люди, которые задают вопросы, чтобы искренне понять суть, понимаешь? А есть вот эти вот такие, которые тебе вопрос задавал. Вот эти люди, Аллах, я тебе говорю, они задают вопросы просто с одной целью, ради того, чтобы переиначить твой ответ. Чтобы был полностью смысл поменять то, что ты скажешь. И хотели это. Дела Царахуом Альчер. Их называют лицемерами, их называют фитначами, их называют подстрекалами. Эти люди не имеют никогда... Они все время были. Это знаешь с этого мультфильма про Шархана, помнишь? Шакалы. Которые... А мы идем на север, Вот, подстрекалы. Вот все время эти люди есть. Подстрекать, что-то сказать. Я разговаривал с ним. И в Кистете разговаривал, с ним разговаривал. То есть настолько жидкий был, настолько подлый был, что отбушкуешь, не пьет. Любой аэл, я говорю, пастол, я говорю, вот в твоем понимании. Макес Балбухам машина. Валлахи, талахи. Черту, ты меня знаешь. Мы с тобой знакомы уже сколько лет.
вот по эфирам я имею в виду, мы с тобой знакомы, наверное, лет 6 уже, да, мы вместе. Возможно, И вот за все это время я никогда ни от кого не прятался, никуда не бегал, никому за, как говорится, спину ничего не говорил. Я всегда призываю людей, вот ты сошел, ты сказал, все время эфир ты занимаешь. Но я понимаю, что это была ирония, сарказм. Я тебе сразу сказал, Ваша, запрос хайта я приму. Мне абсолютно нету проблем. Но я прошу только об одном. Я прошу об одном. Вот когда люди приходят в эфир, начинают говорить, начинают задавать вопросы или обсуждать ту или иную тематику, я прошу, чтобы, во-первых, не говорили противозаконные вещи, вторые, потому что завтра тебе придется за это отвечать, завтра или Цепсо, или кто-нибудь, если тебя придет, я не хочу, даже если ты враг мой, если я тебя даже ненавижу, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за этого, имеется в виду из-за эфира. И третье, я не хочу, чтобы удалять эфир. Дело в том, что многие эфиры, когда я веду их, они транслируются параллельно, то есть в других многих социальных сетях. Если я свое где-то могу еще убрать, то есть есть админы YouTube канала, они мне друзья, братья, но они ведут свою жизнь. Ибраим – это отдельная личность. Он захочет, может удалить, он захочет, может не удалить. Это его контент. Он у меня попросил прощения, я хочу вести на YouTube канале Баслам. Я сказал, добро. Я веду на Instagram канале. Но когда ты приходишь, ты говоришь, я тебя прошу задавать маслабас, примерно сейчас, абстрактно мы с тобой говорим. Задаешь вопросы по истории? Задавай. Задаешь вопросы про политику? Задавай, не проблема. Но только завтра знай, что тебе нужно отвечать за это. Если нужно отвечать, не нужно быть жидким, не нужно быть подлым. Говори, как ты считаешь нужным. Но для начала, прежде чем ты хочешь задавать острые вопросы, не нужно вести себя, как, я не знаю, прокаженная кошелка, прятаться за аватарками, пустыми стенами, ничего, и потом выглядывать, как мачо-мен, знаешь, вот я ему зашел в эфир, я ему сказал, я ему то все. Не надо, я за с тобой открыто сижу. Мне за это никто не платит, мне за это никто не проплачивает и не заставляет. Я в прямом эфире для дискуссии. Я хочу, чтобы истина восторжествовала. Истина должна быть, правда должна остаться правдой. Если это касается нашей истории, я скажу, да, это наша история. Да, это нас касается. Если это не касается нас, вот мне заходит маслабасом, черту, заходит в эфир и начинает говорить. Вот ты сказал, ты врешь, Дзурдзуки, Кистинцы, Нохчи, ты врешь. Я еще раз говорю, я могу поклясться на Коране, что это Дзурдзуки, Кистинцы, это Нохчи народ. Я могу поклясться на Коране. Валлахи, биллахи, таллахи. Но я не говорю, заметьте, я не говорю, что они точно так же, допустим, что кистинцы не относятся к ингушам. Я этого не скажу, потому что я знаю, мы в то время были одним народом, и это касалось их тоже частично. По крайней мере, что касается кистинцев. Поэтому я говорю только за свою историю. Если я скажу, что Дзурдзуки, Кистинцы, это чечено-ингушская история и так далее и тому подобное, во-первых, Чечено-Ингушетии нет. Во-вторых, они сами, ты тому свидетель, просят, чтобы их вообще не трогали, не упоминали. Тогда, если вопрос касается истории, допустим, я зачитал сегодня, что при Черноморье жили дзурдзуки, то бишь потомки чеченцев. Точнее, предки чеченцев. Вот я могу сослаться. Дзурдзуки при Черноморье, 19 параграф, 148 страница. На 148 странице, я это еще даже до конца не прочитал, есть статья при черноморских дзурдзуках. И они ссылаются, опять же, ссылки. Клапрот, Мравелли. Дальше смотрим комментарии, журнал «Наука». Дальше смотрим, это Закавказье, в Восточной Европе Закавказье, Латышев, Подосинов, Латышев, опять же, дальше, ну, Исмаилов, Булатбиев, дальше Семенов, Абаев, Марковин. 10-15 человек, на которые можно сослаться и проверить эти данные. В чем проблема? Я разве что-то говорю от себя? Нет, есть книга, есть материал. Вы спросили, я вам зачитал, что есть ли это такой материал. Мне только заговорили про башенные комплексы. Я сразу беру, смотрите,
17 века, 16 века, откуда узнать? Я беру вот каталог всех государственных комплексов Чеченской Республики, где написано, все описано, какого года, какого века, где построены, кем построены, если там есть наименование, кем, какими мастерами он построен, какие на нем петроглифы есть, все же описано. Взяты радиоуглеродные анализы, все это, мне ничего делать не нужно. Я просто довожу до людей, что должны архивные документы. Все. Какие у меня вопросы? А? Все, Савелий. Амин. Амин. Лечись давай, да, маршал, да. Так что, если есть вопросы, если вас устраивает, если что-то вам интересно, и вы хотите подтвердить или опровергнуть данные исторические документы, никаких проблем нету. У нас нету ни ксенофобии, ни нацизма, ни фашизма в нашей крови. Мы занимаемся нашей историей. Есть конкретные вопросы, интересующие нас. Опять же, когда вы говорите, мне один написал, когда вы говорите о дагестанцах, вы сразу переходите на родной язык сюйлой говорите. Я всегда говорю сюйлой. Дагестан, понятие, это не национальность. И дагестанец это не национальность. Аварцы это сюли, кумыки это гумки, лакцы это газгумки. Я каждый народ называю по-своему. Почему я аварца должен называть дагестанцем? Если конкретно к нему у моего народа есть название. Они нас называют там Буртинал, допустим. Это их право. Есть современные некоторые аварцы, которые Чачанал называют. Это их право. Современный аварский язык. В древнем это было Буртинал. Так для нас они сюйлой или жайхой. Вот. Два названия это аварцы. Гумки это кумыки. Ну и остальные я вам перечислил. Никаких проблем с этим нету. Это их название. Это не оскорбление, это их название, их народа. А для меня понятие, там, допустим, говорить дагестанец. Дагестанец это не национальность. Дагестан это многонациональное. И каждой национальности для нашего народа, по крайней мере, для большинства, там, такие большие общества, которые жили с нами по соседству, у них есть название. И нет тут ничего плохого, если ногчий народ называет их так, как они хотят на своем языке. Допустим, кумыки там нас называют мочевошла, пускай называют. Но что я могу сделать? Что я могу изменить? Это их язык, их право. Точно так же наше право говорить, что они там являются, там, допустим, кумки. Что есть, то есть. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Хири же не обижается, что мы их называем хири. Я не знаю, как там осетины называют. Сацайнагами, кажется, нас называют. Башлам, вы лат наш диц диез юх. Каспийский море, Чечен остров, Техачелс, Ногчухон. Ну, это уже мы об этом говорим, рассказываем, что исторически мы с этими местами были, проживали, жили, что это когда-то было, много раз публиковали. Здесь это наша история. Это не отнять у нас. У нас есть термины морские, все это как бы ничего такого, чего нету в реальности, я не рассказываю или не создаю заново. Поэтому кому интересно, своя родина, своя история, свои тейпы, свои горы и так далее и тому подобное. Welcome, добро пожаловать. Я знаю одно, что, к сожалению,
в психологии нашего народа, если бы я сидел, возможно, рассказывал про какие-нибудь темы, как можно бабки заработать, или как можно крутую машину купить, или красивую там чику подцепить, возможно бы подписчиков именно нашего сегмента было бы намного больше. Вот это, конечно, обидно. Стоит отдать должное. Наши соседи, бедные, худые, голодные, ну что бы то ни было, какие бы ни были соседи, они в этом плане очень солидарны. Если нужно поднагадить, и богатые, и бедные, и все они объединяются. А нашим абсолютно пофиг. Пока ты не придешь ему, прямо в нос не тыкнешь, вот это болезнь больших народов. Когда маленький, ты максимально концентрируешь все на себе. Когда большой, то есть, если ты что-то скажешь плохое про китайцев, им абсолютно пофиг, да, сколько их миллиардов. Вот этот комплекс, он валикум, он есть и у нашего народа. Да, я слышал про то, что кто-то из Турлова сдал ДНК-тест, что нет никакого родства с аварцами, поэтому, да, тут, конечно, большой вопрос. Вот что значит наука. 5000 лет это огромное, это никакого отношения к аварцам он не имеет. Вообще никакого отношения. Ну, точно поскольку аварцев-то и не было 5000 лет тому назад. И вообще говорить об этом не стоит. Видите, вот как получается. Если человек проживает в их обществе, ну, Ташухаджи Саисанский. Кумыки спорят и говорят, что он кумык якобы, из-за того, что он говорил на кумыкском языке. Есть люди, которые достойные говорят, что нет, что он является представителем, и брат Осман задонатил, Осман дал дуэль, огромная благодарность за поддержку, кто поддерживает, хочет поддержать наш канал, внизу экрана вы видите наши реквизиты, можете поддержать наш канал. А те, которые говорят, что Ташухаджи из-за того, что он говорил на кумыкском, есть достойные братья, которые говорят, нет, Ташухаджи был чеченцем, Нохчу, и он был представителем или Дишни Тейпа, или Цуантру Тейпа. Но то, что он родился и жил среди кумыков, никто не спорит об этом. И то, что он мог знать, в основном он рос дедушкой, насколько последние данные у нас есть. Вот. А он был Дишни. И что они проживали, что селение Эндери было населено там, четверть из них были чеченцы, остальные кумыки, это тоже факт. То, что он вырос среди кумыков и знал кумыкский язык, ничего. Сегодня все кумыки, которые в основе своей, которые проживают в Чечне, из них процентов 80, если, ну, хорошо, пускай 50% свободно могут говорить на чеченском языке или же знают чеченский язык. От того, что они знают чеченский язык или говорят на чеченском языке, они становятся чеченцами? Нет, не становятся. Они есть кумыки, достойные братья, соседи, но они кумыки. От того, что чеченец знает кумыкский язык, он не становится кумыком. Поэтому сегодня то, что Турловы не имеют по ДНК-тесту, если это достоверно, и не имеют никакого отношения к аварцам, тогда, значит, они были правителями среди аварцев, и они не имеют никакого отношения к Сюле или к Жайхуэ. Поэтому, в моем понимании, эти вещи так выглядят именно так. Башлам. Дядя Рамазан присвоил Ачирхаджи кумыкам. Что знаешь про него? Про Ачирхаджи. Ачирхаджи прямые потомки есть. Они являются представителями. Ачирхаджи не был кумыком. Никогда. Родственники в основном все похоронены здесь. Где-то в Майртупе есть похоронены. Его прямой потомок вышел на связь.
сделал заявление, он является ночью из типа гендергно. И они являются чистокровными ногчи. Преследуются, по его словам, преследуются со времен царской России. То есть нормально не давали им устроиться на работу и так далее и тому подобное. Потому что везде со времен царской России у них в сводках везде они шли как потомки тех, кто убил двух царских офицеров, генералов. Так что дядя Рамазан может успокоиться, хотя я не обвиняю, дядя Рамазан не историк, видать, ему кто-то рассказал, а Чархаджи не является кумыком. Можете прямо передать эти слова. Его зовут Мухаммад, он живой на сегодняшний день, насколько я знаю, он проживал то ли в Норвегии, то ли где-то там. Видео можете найти. Могилы его родственников, точнее, Ачархаджи где-то в Майртупе тоже есть, тоже можете посмотреть. Никакого отношения к кумыкам Ачархаджи не имеет. И документов, очень много книг, где эти моменты, где чеченская мулла Ачархаджи написано, и все, можете посмотреть. Поэтому мне эти сказки Рамазан может не рассказывать, дядя Рамазан. Он заявил в эфире, что потомки Ачархаджи кумычка нуждается в помощи и просил помощи для него. Ну, значит, дядя Рамазана кто-то конкретно наколол. Жалко, конечно. Ну, хотя не впервые у него в эфире Айтбиров рассказывал, что у чеченцев язык появился только при имаме Шамиле. Так что я не удивлен. Такие сказки мы можем услышать очень даже. Так что не удивляйтесь, мы все это знаем, все это видим. Кто-то жестко подколол, конечно, Рамазана. Так, вопросы еще. А Чархаджи это вообще, у Чархаджи есть прямые потомки, живые прямые потомки. Вот что самое хорошее. А вот с Ташухаджи здесь проблематично. У Ташухаджи нету прямых потомков. Те, которые даже есть, якобы в Турции живут. Чтобы было понятно всем биноевцам и всем остальным. Есть и наши представители нашего народа, которые говорят, туда-сюда, к сожалению, мы не имеем права эксгумации. Если бы кто-нибудь был бы в живых из потомков, можно было бы 100% сказать. Чтобы найти его мечеть, точнее его захоронение его дедушки, нужно, чтобы хорошо знающий арабский язык человек вместе со мной или с кем-либо поехал в Эндере и там на старых кладбищах нашел могилу. Если там есть похороненный отец Ташухаджи, Бобхадж, дедушка точнее, да, Ташухаджи, Бобхадж, то это 100% Нохчи, Истейпа, Дышни, и все. Про жизнь Ташухаджи почти ничего не известно. Ничего не известно. Им, по крайней мере. То есть в истории он у них сразу становится большим, остальные моменты неизвестны. Башлам. Если знаешь, расскажи историю кумыков на Кавказе. Я не хочу рассказывать кумыков историю на Кавказе. Это не мое, это, как говорится, дело. Не хочу никого сейчас рассказывать, и каждый понимает по-своему. Я не хочу ничего говорить. Кумыки хороший народ.
мягкий народ, очень терпеливый народ. По моим сведениям, где-то 700 или 800 лет тому назад они появились на Кавказе. Если я так правильно понял. Сейчас скажу. Да. Да, где-то так, 700. Я приблизительно. Есть разная информация. Они завоеватели. Эти места свои завоевали. В свое время были очень такими. Не такие, как нагайские, конечно, воины, степняки, но все-таки очень хорошо адаптировались на местности. Дальше я глубже заходить не хочу. Это уже как бы дело у них. Кстати, Суракат, хунзахский хан, тоже не был аварцем по происхождению. Он пришел с сравнения территории нынешней Чечни и указывает на происхождение его из Варсы. Возможно. Я слышал эти версии. Ну, проблема в том, что у этих версий очень слабая доказательная база. А я не хочу быть из ряда таких историков или исследователей, или блогеров, которые слышал звон, не знаю, где он. То есть, если у меня нету подтвердительной базы, доказательной базы, если у меня нету, я пытаюсь таких вещей избегать. Я же еще раз говорю, вот Ташухаджи Саисанский, он не Ташухаджи Эндереевский, а Саисанский. Если была бы возможность сегодня эксгумации и сделать ДНК-тест, я даю вам 99,9%. Настолько я уверен, что у него чисто ногче происхождения. Убежден просто-напросто в этом. Убежден. Да то есть причины. Вот. А что касается Ачирхаджи, насчет Ачирхаджи еще один момент. Некоторые люди говорят, что Ачирхаджи был на месте сразу же убит, изрублен на куски. Насколько я знаю, это не подтверждается. По крайней мере, их потомки не подтверждают эту информацию. Вот это уже очень спорное мнение. Или правда, или спорное мнение. Есть версия о том, что среди вот этого хаоса раненым он смог уйти. Но подтвердить у меня в данный момент возможности этой информации нет. У меня был сосед, дед 1900 года рождения, Сесанхо. От него слышал Ташу Хаджи Новчу. И его мать Кумычка это слышал я в 1980 году. Во время наших эфиров, когда первая вот эта тема поднялась, со мной на связи из Франции вышел один из потомок Шамиля Хаджи. Он каратаевец, если я не ошибаюсь. Из селения Каратай. И везде выставляли фотографию, особенно наши ногчи, и сегодня кумыки выставляют эту фотографию. Показывали фото с дедушки, которого белая борода, и говорили, что он якобы Ташухаджи. Он вышел со мной на связь и скинул мне все эти фотографии. Или скинул, или он увидел мои статьи. Он сказал, что ни на одной из этих фотографий нету Ташухаджи. Что все эти фотографии, которые мне показывают, это Мулла Шамиль. Это что его дедушка или прадедушка, он сказал. Что он из Дагестана, из Каратай. Он не сказал
сказал, что он дагестанец, он сказал, он каратинец. Что его зовут Шамиль. И он мне пояснил и сказал, что на тот период, когда в Дагестане писали, если он в каратах, допустим, что там написано было бы Ташухаджи аль-Карата. Если он среди кумыков живет, там должно было быть написано Ташухаджи аль-Кумуки. Что обозначает не его происхождение, а статус его проживания, то есть среди или иного общества. То есть, если бы он проживал, был кумыком и на тот период проживал среди чеченцев, он был бы Ташухаджи аль-Мачахашлар, например. И что Ташухаджи не имеют ни одной фотографии, а его мулла, его прадедушка был муллой, и, то есть он был в Чечне здесь, ислам проповедовал, распространял еще кто в те периоды, во времена имама Шамиля. Или после, по крайней мере. Он выходил, он долго был со мной на связи, и он рассказывал это. Что в реальности ни у одного человека нету фотографии Ташухаджи. И плюс ко всему, официальная версия о том, что якобы Ташухаджи умер в 1838 году, тоже недостоверна. Если я не ошибаюсь, Ташухаджи умер в 1846 году или 1847 году. То есть достоверность его даты смерти тоже установили, что он умер раньше. Хотя он после этого через, кажется, года 4 еще участвовал в каком-то сражении. Такая ситуация. То есть это говорит о многом. Понимаете? Башлам, когда свяжешься с чеченским историком из Иордании или Саудии, Амир дал, ушел. Ты про кого говоришь именно? Я не знаю. Я с радостью готов говорить с кем угодно про нашу историю. Я приглашал представителей. Башлам, когда свяжешься с чеченским историком из Иордании или Саудии. Если ты имеешь в виду того, кого я закинул, который стал доктором исторических наук Саудии, у меня нету с ним связи. И не уверен, что он занимается там, как говорится, что он занимается блогерством вообще. У меня нет такой информации. Вот. Если вы говорите конкретно там про кого-то из других, я бы с радостью. Со мной выходили пару человек с Иордании. С ними говорил, но, к сожалению, потерялся. В Сирии я разговаривал с одним братом. Вы знаете, сегодня неспокойно. Ни в Сирии, ни в других. В Иордании еще более-менее. Ингуши начали говорить, что у них был Мехкел. Могут ли они назвать хоть одного Турда или Мехкда? Амир Мамакаев. Я не могу сказать за ингушей. Могут ли они сказать, что у них был Мехкел? Могут, конечно. Имеют право. Могу пояснить, почему. Когда-то у них был Мехкел. Ты говоришь, да, был, это верно. Они были когда-то частью нашего единого народа. И то, что наше, было их. Поэтому они могут... Это то же самое, как кистинцы, чеченцы, они или ингуши. Это то же самое, что веппи чеченцы и веппи ингуши. То есть веппи есть Нохчи Тейп, который является нашей частью, неотъемлемой частью Нохчи народа. А есть феппи, который себя считает частью ингушского народа. У нас есть тейп Шонуай, исходно чеченский тейп, древний тейп Шонуай. Точно так же в Ингушетии есть шуани, которые являются частью тех же самых шуани, которые считают себя чуть ли не самыми чистыми ингушами. У нас есть Ирой, но часть тейпа, небольшая часть Ирой есть в Ингушетии. У нас есть Лам-Эки, в Ингушетии есть небольшая часть акинцев. Есть.
Ну и так я тебе могу перечислить много чего. У нас есть кистинцы, которых было больше, дальние кисты, которые почти что входят в весь ареал древних чеченцев. Это горные и Мелхи, и Чанти, и Дзумсвай, и Хачруай, и Шарвай, и так далее. Тейпы. И шатоевские тейпы, которые относились к дальним кистам, которых было 18 тысяч. У нас есть 1300 ферпинцев, душей, которые назывались кистами, ближними. Ближние, дальние. У нас был мягкел, кьетушо, да, мягкий, да. Переняли они у нас это? Конечно, переняли. Из нашей общей истории они взяли, да. У нас есть места, где собирались, у нас есть, где принимали решения, у нас есть вплоть до 19 века по этому поводу. Есть ли у них, я не знаю, я не интересовался их историей. Имеют ли они право? Да, имеют, потому что они были частью нашего народа. Сегодня они говорят, они независимы. И право ли будет? Они говорят, да, право, почему нет? Ой, це Мухаммадию, царь там Мухаммад это серба, ой, я тебя сам хундуюсь. К сожалению, это так. Ой, ночью матбой, ой, диалектию галанчурский. Ё. Царь ючек, царь беш был камел, царь мат бубай, царь был. Царь беш был мат, ой, ху диалектию. Правильно. Галанчурский диалект. Или акинский диалект, называйте его как хотите. Или мелхостинское наречие. У нас же оно есть, а у них это язык. У нас это всего лишь диалект. Это то же самое, если ты скажешь, почему вы говорите на нашем диалекте. Ты имеешь право это говорить? Неправильно. Точно так же, все было общее, а потом два брата разошлись, и они говорят свое, мы говорим свое. Вот в этом и весь сыр-бор. Два брата разошлись и начали говорить, это мое, я древний, ты древний. Вот так вот эта колбасня идет. Ну, конечно, есть те, которые подстрекают все это. Entry dogan chur yek ti dogan chur chiga ha sen chogu dis nirasa aka wok haja lata noxu alira suni minuta aka oi obu as distem nistater sun kinti do makwe as distem ka nisa dos nistater suni minuta shuna
지게 나간 저 ongshaywa dogdata noqchu alirasa tun inis el tagalasa sunkinti dollar Ага. Ну вот, вырисовывается все новая и новая картина, как говорится. Вот тебе и на. Завук сагук шадишни бу алир ташу хаж шен милу цаха туда-сюда бош шаниса вацер бош уйд. Надо, конечно. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Умал Цечоевский. Худу-муду Цечо умалт. Нахчи барс. Арок Цечо. Цечо у нахчо у. Ой, ваша удал. Понятно. За что они его так... Я, к сожалению, ташу хаджи саясанский. Ассаламу алейкум башлам. Аллаху эту байлха дересхил. Сибиря хили ушца хила. Хила дер. Эль падло. Тете. Хила дер. Алхамдулилlah, диктуша дерг. Аллаху. Да, алхамдулилlah. Мелхи, как и все нохчи, кем они являются, были точно так же депортированы. ХЛДР. Ни одного чеченца не оставили, ниоткуда. Дерхилла Шабул Нохчи. Сауха. Единственный, кто не был в депортации, считается, что небольшая часть чеченцев, то есть это те, которые проживают в Панкийском ущелье, сказали, что они являются кистинцами, грузинскими обществом. И их не отправили. Есть, может быть, в этом ты... А там есть мелхи, там есть дишни. Их не депортировали. Это те, которые проживают в Грузии, в Панкийском ущелье. Но их не так много. В тот период вообще было мало. Всех вместе взятых, наверное, в Панкисе на тот период было и того меньше. Где-то, может быть, в пределах 5,000, может, было. Сейчас всех вместе взятых 20 тысяч. Поэтому они, наверное, имели в виду мелхи, там и мелхи, дишни, майстуай и хильдиаруай, которые проживают в Панкийском ущелье. Их не депортировали. Башлам, ты понял подтекст? Типа они не нохчи, потому не были в ссылке. Я понял подтекст. Мелхи чистокровные нохчи. И это ерунда, конечно. Хайдел Ахмадиц и Мушсайн Хезек. Эль Падло, там вопрос не в тебе, а вообще, кто тебе это рассказал. Там в этом может быть подтекст такой. Хауца Бахон. Поэтому я, по крайней мере, говорю как есть. Панкийских чеченцев не депортировали. По крайней мере, большую их часть не депортировали. Об этом сказал сам Хасо Хангашвили, что их выгородили грузины, которые проживают там. Оставили, они их назвали
чеченскими грузинами, которые уже якобы являются частью Грузии, и не дали их тронуть. Остальных всех чеченцев депортировали. Тех, которые проживают, и чеченцев, и ингушей. Из Ауха, из Чечни и Ингушетии. Все бяхму билыш, сани иссакет. А при чем тут Дагестан? Конечно, это уже на тот момент был Дагестаном. Он стал Дагестаном с 1921 года. Но вопрос не в Дагестане, а вопрос в национальности. Так что я думаю, здесь вопрос только в этом. Так. Задавайте вопросы. Мы в эфире уже с 21:00 мы начали эфир. 9, 10, с 9, да? 10, 11, 12, 54 часа мы в эфире. И отвечаем на ваши вопросы. Исторически сегодня подтвердить или опровергнуть невозможно. Есть моменты, которые... Есть документы, в которых говорится, что он написал Аль-Кумуки. Это да. Но где-то написано «Я из Тей-Пацуантру», из народа Кумык. Это мне скинул сам Кумык. Якобы профессор, академик, кем он там еще называл себя. Вот. Ну, короче, если с Ачархаджи все ясно, однозначно, с Ташухаджи немножко сложновато. Башлам, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Дерес хил, абяш болбалхан. Дерес масана хил, февсен дал сейдуэл, дал духуахуэл. Мы, по крайней мере, пытаемся как-то максимально заниматься нашей историей, довести до наших людей. Конечно, есть небольшой башлам, слышал, что нас хотели в 90-х выследовать. Как относишься к этой версии? Нет, не верю. Слабоватая версия. И про нее, и про то, что хотели посадить в поезд и направить этот поезд в Каспийское море, чтобы всех утопить. Ну, поверьте мне, если было бы таковое желание Сталина, в период, когда весь СССР, ну, тот, кто не знает историю, не знает, не понимает, что убить, расстрелять для того периода, это было вообще расплюнуть. То есть Сталина бы никто не напугал от того, что он там расстрелял, убил бы столько людей. Он, конечно же, на этот период мог творить и делать все, что хочешь. Поэтому, если бы он захотел утопить, он утопил. Если бы в 90-х годах, как говорится, хотели выслать, выслали бы. Если бы хотели. Хотя в 90-х это было сложно. На тот период, когда началась Первая Чеченская война, нас уже было достаточно, 1 миллион. Второй раз такое бы не прокатило. Потому что в 1944 году, когда депортировали, там эта операция чуть ли не за неделю, за месяц
они уже подсылали, подсиживали, уже подселяли солдат якобы на обучение. Они проживали почти что в каждом доме, об этом все знают. И такими наивными чеченцы бы не были. Я думаю, что войны в 90-х годах были развязаны олигархами, поскольку Пинчуга Ельцин был немощный, олигархам нужно было максимально украсть, разворовать Россию, развалить СССР окончательно и под шумок войны в Чечне сделать свои дела, приватизировать нефтедобывающие отрасли и другие все остальные, что они прекрасно сделали за счет Первой Чеченской войны. Но после Первой войны Вторая война уже само под собой, как говорится, потому что, это просто невозможно было для такой могущественной империи на тот период, чтобы так было. Выселять смысла в реальности я и не вижу, и не было смысла выселять. Да и многие политики на тот период, я смотрел огромное количество видеоматериалов, были те, которые прилетали к Дудаеву, улетали, говорили, что ему нужно дать всего лишь генерал-лейтенанта и оставить его руководителем Чеченской Республики официально от Москвы, что войны не будет. Тут много версий на тот период российских чиновников. Нужна была быстрая, скоротечная война, которая могла бы помочь с одной стороны, а с другой стороны, как вы видите, тот, кто не знает истории, тот, кто реально думал, что Кавказская война была только благодаря имаму Шамилю, и без имама Шамиля, что ничего не было возможно, и так далее, и тому подобное, тот и совершил эту ошибку. Имам Шамиль сам без чеченцев, со всеми, как сегодня, Патимат Тахнаева, Хапизов и так далее, и Дано, и все остальные, несмотря на всех своих союзников, Турция, не Турция, местное население, когда ушел из Чечни, к сожалению, продержался 4 месяца. И не было ни одной столицы у него в Дагестане. Обе столицы были в Чечне, в горной Чечне. Давайте говорить честно, по справедливости. Гацинский куда прибежал? Узун-Хаджи куда прибежал? Имеется в виду, прибежал, я имею в виду исторически, чтобы было сопротивление, чтобы его поддержали. Имам Шамиль после Ахульга куда пришел? Приходили туда, где больше всего сопротивление, наивность пройдет. До конца Бог что хмдуй. И также воспользовались всей новейшей историей. Это поэтому же мы и призываем сегодня не воевать, учиться, образовываться, не вестись на провокации, не верьте. Почему завоевание Кавказа должно быть только от чеченцев? Опять же, чеченцы проливают кровь, остальные шоколад кайфуют по полной. Им вешают медали, им дают ордена, у них растет потомство, замки, все у них бывает, а чеченцы умирают, кровь проливают. И за Кавказ, и за Северный Кавказ, и за Имарат, и за Валиат, и за Ханипат, Мачипат и Табары. Почему? Ведь есть, кроме чеченцев на Кавказе,
достаточно. Вон Грузия, вон Армения, вон Азербайджан, Дагестан. Это места, где больше населения, в разы больше. В разы больше. Почему начинает именно с нас? Почему мы позволяем каждый раз использовать себя? Вопрос не в том, что мы не образованы. Вопрос в том, что мы каждый раз ведемся на это. Вопрос не в том, что у нас якобы историческая справедливость. Нет, вопрос не в этом. Это само собой. Это само собой. Ну, например, адыги повторно не дают себя использовать. Да, у них более плачевная ситуация, чем у нас. Согласен с этим. Но зачем мы? Почему на нас? Почему на нас мы образованием, размножением и своей жизнью можем изменить геополитическую ситуацию на Кавказе? Если проживем хотя бы лет, может быть, 200-300 без войн. Не дадим воспользоваться нашими дуралеями. Как ты их назовешь, если не дуралей? Почему под ширмой религии, под ширмой свободы Кавказа, под любой ширмой должны вестись мы? Почему мы должны первые проливать кровь? Почему? Почему мы каждый раз должны быть идиотами? Валлахи, биллахи, таллахи, я говорю это с болью. Я хочу, чтобы мой народ развивался, учился, размножался и головой. А уже только потом подключать мышцы. Сначала головой, а потом мышцы. Не сначала мышцами, а потом головой царишь. Почему каждый раз мы должны терять огромное количество лет только становиться? Многие говорят о чем-то, о духе, о мужестве, о свободе, о справедливости и обо всем. Это все в совокупности. Я это все понимаю прекрасно. В совокупности это в крови нашего народа. Но пути разные. Во главе любого справедливого решения в отношении народа должен быть представитель этого народа. Никогда, валлахи, биллахи, таллахи, ни таджик, ни киргиз, ни сюли, ни гири, ни гунки, никто во главе запереживать за наш народ никто не будет, если во главе не будет сам Нохчи. Чистокровный Нохчи, который здесь родился, вырос, у которого сердце, душа болит за нашу Родину. Но не будет этого. В истории никогда этого не было. Никогда. Вы просто об этом задумайтесь. Учитесь максимально. Медицина, инженеры, математики, все что угодно. Учитесь, размножайтесь, живите. Это не потребительский подход. Если бы один раз к нам так отнеслись, это можно было бы сказать, что это просто совпадение. 2 раза, ладно, еще подумаем.
Но каждый раз, и потом мы сидим, жалуемся, говорим, мы обвиняем всех. Мы обвиняем Сюли, мы обвиняем Гаски, мы обвиняем Мюжги, мы обвиняем Жикты, мы всех обвиняем. Себя не обвиняем. А ведь в первую очередь вина наша. Наша наивность. Наша глупость. Неконсолидированность в этих вопросах. Любой регаван, Аллах, да, хватит. Давай, ади, Аллах, дир, дуай, Аллах, да, хуйцвай. А потом начинается, потом начинаются люди, приходят и начинают говорить, хунядин худинир, худинир, хунд алир из, и так далее и тому подобное. Разве не так? Пришел Шамиль, до Шамиля был Гамзат Бек, Гази Мухаммад. Были ли в Газавате чеченцы? Были. Кто-нибудь об этом говорит сегодня? Нет, не говорит. Почему? Потому что это соседствующий регион, они воевали там, на этой сопредельной территории. Но кто-нибудь говорит об этом? Нет. В Ахульго, когда Шамиль воевал в Ахульго, сейчас только в последнее время... И то до нового один человек, который сказал при защите Ахульго, что были чеченцы вместе с Шамилем. Говорили до этого времени об этом? Нет. Ладно. Зная, что имам Шамиль, и он записан как имам Шамиль Чечни и Дагестана, имам Чечни и Дагестана, сегодня специально пишут имам Шамиль Дагестана и Чечни. Армия имама Шамиля принижает количество чеченцев, превышает соседнее количество. Хотя прекрасно знают, что на этой территории преобладающее большинство чеченцы были. А Сюли было там меньше. Они прекрасно это знают. Но все равно в одну дудку утверждают, что это было обратно. Что муртазеки, которые были чеченцами, они утверждают, что нет, и они были Сюли. И после этого... Когда мы что-то начинаем говорить про историю Кавказской войны, начинают, вы говорите про нашего Шамиля. Да не мы говорим мы про вашего Шамиля. Он больше, чем ваш, получается, и наш. Еще раз повторюсь, Гацинские, Узун-Хаджи, все они приходили в основном здесь. Здесь ставки были, здесь они скрывались. Здесь их поддерживали. Даже Осман Губе, который возглавлял диверсионную бригаду против советской власти и воевал в горах, когда его взяла советская власть, он обвинил больше всего чеченцев. Народ Османа Губе не депортировали, а чеченцев ингушей депортировали, якобы за антисоветскую деятельность в горной части. Возглавляющий ее Осман Губе и его народ не депортировали. Не Османа Губе, имеется в виду его народ, не депортировал. А чеченцев, да. Чеченцев обвинили в том, что они якобы хотели подарить Гитлеру белого коня и золотой уздечкой, что не является достоверным. И кто подарил какую уздечку и седло, сегодня уже есть. И историки это зачитали, официально эту версию, кто подарил, и как дарил, и когда дарил, и какой породы эта лошадь была, какого цвета она была. Все уже знают, это тоже опубликованная информация. Начинают говорить сегодня, навязывать якобы о том, что Авторханов, которого направил Советский Союз уничтожать там деятельность антисоветскую в Чечне, сбежал немцам, и Гитлер указал, из-за этого якобы чеченцев депортировали. То есть из-за одного Авторханова депортировали весь чеченский народ. Из-за одной лошади весь чеченский народ депортировали. Из-за одного, опять же, а Османа Губе и остальные деятели, которые были на стороне, или из-за Власова, который перешел со своей армией на сторону гитлеровской Германии, и так далее, и тому подобное, ничего подобного ни с кем не было.
Вам не кажется, что это немножко, ну, про лошадь неправда, то, что Осман Губе наговорил про чеченцев, неправда, и так далее, и тому подобное. Ну, сколько можно приводить еще примеров, чтобы наш народ страдал, чтобы мы по-человечески просто должны жить, учиться, процветать, размножаться, чтобы мы жили в рамках закона, справедливого, честного. Я говорю о справедливости и честности. Вот не надо мне говорить, что нету справедливости. Я не про это говорю, я вообще говорю о теории. О теории я говорю. Что во главе должен быть Нохчи. Что за Нохчи будет болеть сердце только у Нохчи народа. И любой человек, который действует против своего народа, во благо каких-либо своих собственных интересов или своего собственного кармана, он не является представителем чеченского народа и сыном этого народа. Он является предателем, он является полукровкой, он является пришлым, не привязанным к этой земле и кровью, и духом, и всем остальным. Этот народ нужно любить. Он заслуживает того, чтобы его любили, ценили. Он должен учиться, развиваться, размножаться. Ну уж за чужие интересы точно они не должны проливать кровь. Один прибежал, за ним иди, другой прибежал за ним. Зачем? Давайте мы здесь будем жить, работать, учиться, строить дороги, небоскребы, я не знаю, бизнес, правозащита, юриспруденция, все свое, аэропорта. Вот о чем речь идет. Только таким способом саморазвития, обучения, только таким образом можно развиваться. И только таким образом можно достичь какого-то высоких целей, о которых вы говорите. Ну уж точно не пустословие. Потому что 300 тысяч – это огромное количество. Это большое количество людей. Хватит? Может, хватит? Религия Ислам дана Всевышним Аллахом. Мы ее, альхамдулилля, приняли. Мы, являясь потомками Ноха, мы приняли эту религию. Эта религия говорит, что ты должен делать намаз, выплачивать закят, естественно, хадж. Это все мы соблюдаем. Иншаллах, и будем дальше. Но всегда этот маленький народ должен выживать. Почему мы должны быть всегда на грани выживания? 200 миллионов мусульман в мире. Нас, которых еле-еле там может собраться 2 миллиона. Почему мы должны везде идти и потом еще на нас пальцем указывают? Да, я видел. Зитта. Видел. Многие места избегают. Многие места, которые боятся конфликтных моментов, избегают. Вот. Для меня развитие, для меня учеба и размножение – это самый важный фактор. Я с радостью смотрю сейчас на город Серноводск, который... Я видел проекты, я вижу Ачхой-Мартан город, Серноводск, Наур, я вижу это. И я хочу еще до конца своей жизни увидеть, как они превратятся в мегаполисы. И чтобы Нохчи жили везде. Нохчи жили везде. Наур, Серноводск, Гапалы. Развивали инфраструктуру. Не все шли в этот Грозный просто, который заполонили. Зачем?
когда все сюда лезут, наши окраины оголяются, и любые нечисть пытается залезть и прихватить это все. А когда мы осядем и поймем, везде Массара, строить города, села, нохчиц эрштахкиз, хор, татуал, хин, юртан, гала, нохчица тильез. Ди харник, сиявак, си харник, диявак. Это бе. Нохчи это не только один сюальжгав. Гюмси, наур, сирнавоц, қиық, ачхой мартан, урус мартан, шел, массанха. Дия бдах, диш. Бизнес, структура, все, что есть. Не урбанизировать, потому что если мы оставим этот Грозный окружить, вот, ничего не стоит. И все, это одна столица. С одной столицей, экономическим один, ну так не формирует, это, я не знаю, модель Гонконга или, я не знаю, Монако. Если вы по этой форме, но у нас этих вещей невозможно. Мы не Гонконг и точно не Монако. Основываться на том, что в одном городе будет проживать весь народ, это неправильно. Поймите, о чем я говорю. Возможно, вы поймете. Цундер бошмаду. Нахиг, марица и вагачей зудбеш. Шей нохчиш, да уади беш. Да дьешит царь, шей ниц мял хоч дьешит. قئبية تاريخ نوخشي مقئية تاريخ يا بيجي مقئية يا سيولي مقئية قيق مقئية نوخشي قئبية تاريخ شي دايم وقت بيش شي لات ديش شي يورت ديش شي لام بيش وجري بيش وجري بقال ناقص بيش ناقص تي بقال نو شي هم ديز لرديه и элхиет сун. Сонис хламек, сохарс хламек, сах киетря иду. Нохчел иду. Хазгыллах лилдар. Вежриш вежерл лилдар. Гергел шназ, гергелу лилдар. Доцек цедицер. Дикник те уоздар. Хайп оман кеник уозавин халах вах кацагаяш. Хайп оман ул хайваш вах халах. бизнес лилош ولا حيوش يخي واق حاجة يحيوش حيدقنا وست نخشي تأوز وإيش تعني تعد حاجة دي هار سي هار أحاول دخواتش تون مشلين الشيك يبرميو تأخ إدعكر شو ويش يسات ويش تو عنكر واقوي قدك خلص أخ مش قيقة او братва хадюлиш юрткой вежри шуцал чиш яцорит ах ишпатти нот боя так сатва колпак вақт ах нохчи дагбо так не надо делать ولو شان دوين عن قول وجري باقي دق تعني خردوين دوتك خرداتوي Аскиш, казаш, узбекш, армяш, масар маба. Лучше чеченского друга не найти больше, ешь мабуш. Так шейк оман цани, хайк оман вольчу, воши цани хала иштик. Васица, петица, махноца, гивица, хульшвала, хайнох чучун сала ишт. Хайчун сала. Хайник датат махажа, хайник сисаз ва махажа. Унзел буй верстин, мой циекрасо кюй нохчи вати, маж ишцайоли, хар ишцахоли, пясказяти, мякраздати, хардати, во хайчуна изер ваттар я мехтикер маху. Юг цаам гал мадяна, ишер, сун йойзун иш баслам, сун мадица,
هيتسال سونت يعش ليلوش أسرق حينوخش الوردي حينوخش هم حالدق حينوخش الوردي حيموخ وربي عقيدك بوشنا حواشة توش حينكسن لوش وكبيك حينلبو هم صنبوط يعشون لوش حيقومان لوش حيشين لوش حيقام سيسز دياش الرولكش دعي سقر حيج تسوتي هنوخشي يلا هنوخشي كنت ولا غاس قيقيتشون دعي سقر يوش ويرلوش عيش عش مو حتى بورشا ما يعطي مين حيقام سيسز دياش حلير بوسو بخير ما زديت تصديتهم حتى بورش ما يعطي حينوخشي قومن يش وش يحينوخشي يل بروبليم ح قيتشان دعخر حيج هنا خليك نرقام سيسز دياش حولا حتى بورش ما يعطي as политический момент стоится, а политик хряция, хума хряц, а просто комен хайдот целоздер, хайцидот дерц, эн хаймуак боцдер, хадей боцдер лилошун дуай. Фетишу. Иш сахар сахулка. إتشدال قشدال واوين توان بيربو واوين يوا بستش راح يتوري واوين هرخ ديل دعدات تعاوم خير أشسخ اللي تشاني ورديش دخشينا وردي حي قام حي يورت حي موك حي مارغل ты не болеешь за своих героев, не переживаешь за родину, за свой народ, за свое село, за свою фамилию. А завтра будешь кричать больше всех, что ты самый настоящий патриот. На самом деле у тебя не болит душа. И нету этого. Понимаешь? В этом вся проблема. Вот о чем речь идет. Мы говорим о гипотетических вещах. Я надеюсь, тот, кто понимает наш родной язык, и тот, кто распространяет про наш народ, про наших сестер, про нашу родину, унижающий достоинство, честь нашего народа, распространяющий любую вот эту грязь, которая оскорбляет, унижает, принижает, все что угодно плохое делать нашему народу, эти слова были посвящены этому человеку, у которого сердце не болит. Магиарт халавак, уоцек халавак магиарт. Понимаете? Поэтому нужно это понимать. Если мы не понимаем, что лучше своего народа, лучше своих достойных сынов нам никто не будет. Ни Сюли, ни Мюжги, ни Иджукте, никто. Шек Оман вег вошуй, этун бе нохчи чуна два глаза дать. Нохчи Ома два глаз вошуй, а халга векин, а мяльцун чоху адича. Цуну аци ане тарду, хар муахкалак бибу, хар камхалак дилу, юх. Шеха чахкюк дуах, давай. Ты кто такой? Давай, до свидания. Дауана. Дауан. Нохчи иштион, нохчи уштион бос лирою. А мы потом через 50 лет еще наш народ будет удивляться и говорить. Сегодня есть возможность, когда мы можем учиться развиваться, выстроить такую позицию, какая может привести к процветанию нашего народа. И только собственная лень, тщеславие может уничтожить остатки нашего народа. Только это. Лень – это когда мы думаем только о том, чтобы легкие деньги заработать. Тщеславие, которое говорит, семья, только я, Бог лежит. Есть еще несколько пунктов, но я думаю, без этого понятно.
Никто не говорит, что деньги не надо зарабатывать. Это, конечно, надо. И деньги надо зарабатывать. И, ну, все, что ты делаешь, ты можешь направить в правильное русло. Во благо своего народа, своей родины, своего села, своей семьи. Вот тогда это будет развитие. Когда ты будешь во вред своего народа и своей родины, и своего села думать только о себе, вот тогда ты уже пойдешь. Конечно же, становишься черти знает кем. Ну уж точно не патриотом, не достойным сыном ночи народа. У нас осталось 9 минут. На этом я, наверное, тоже уже завершу. Огромная благодарность моим братьям и сестрам, которые поддержали сегодня меня, задонатили, поддержали наш канал. Шундерия Схил Будиснег Даса Адуэл. Эзера Соуда Летил Будиснег. Моим братьям и сестрам я желаю задуматься и подумать о том, чтобы все у нашего народа было хорошо. Прежде чем говорить о великих каких-то государственных мыслях, о строительстве какого-то мнимого государства и много чего, которого мы желаем и вы желаете, нужно учиться, работать и еще раз учиться и размножаться. Без этого всего не будет все, что вы там рассказываете или мечтаете. Никогда. Силой в этом мире, на этой планете, никто уже государство не построит. Тебя сразу же назовут диктатором и уничтожат. Может, да, ты славно погуляешь годок, может быть, 2 годика. Тебя после этого уничтожат, как диктатора. Чтобы этого не было, ты должен учиться, размножаться и жить достойно. И все эти 3 пункта, Деба, Диша, Даха, если их не придерживаться, никакого государства у тебя не будет, никакой родины у тебя не будет. Ты станешь обычным космополитом, который будет примыкаться там, здесь, потом у каких-нибудь бедных арабов кусок земли вырвешь и скажешь, назовешь его своим государством, потом будешь размножаться, а потом всех соседей убивать, которые тебе дали этот кусок земли. Вот что с тобой будет. В моем понимании это именно так. Ты должен жить, работать, учиться и развивать свою родину. Ты должен помнить о своей родине. Если такие вещи ты не задумываешься по молодости, в старости или в зрелости, ты об этом не задумаешься. Болезнь, которая называется конформизм, это очень индивидуальная вещь. Она очень любима нашим народом. Все хотят крутые машины, хорошо жить. Это право каждого человека, согласен. Но это право должно зыждиться в первую очередь после того, как ты задумаешься о своей государственности. То есть или о своей республике, или о своем регионе. Чтобы он процветал и хорошо жил, и за счет этого у тебя было все по кайфу. Но так, чтобы твоя республика, регион или твое государство было где-то в дерьме, чтобы ты тыкал и направлял в дерьмо, а сам при этом жил в шоколаде, и твоя семья, это до добра не доведет. В конце концов, все может закончиться вилами. И тот, кто знает историю России и революции в России, прекрасно знает это. Долго запрягаем, но быстро едем. Понимаешь, в чем проблема? Вот только в этом проблема. В
первую очередь о родине, о своем доме. Родина – это дом. Малая родина или большая родина. Потом месте, где живешь, потом о семье. Если в твоей родине все хорошо будет, твой город будет цвести, твое село будет цвести, твоя семья будет цвести. Иерархия должна четко выстраиваться так. И думать о каких-то государственных масштабах, о демократии, справедливости, ты можешь выстроить его только таким путем. Иначе невозможно. История наша, вот это наша история, показывает на протяжении всего времени, что мы участвуем в войнах. Просят помощи, мы помогаем. Не просят помощи, мы помогаем. Потом за нас берутся за то, что помогаем, за то, что стремимся к чему-нибудь. И вот так сострадание, страдания, привычки принимаем, помогаем, потом опять страдаем. Эти люди уходят, живут в шоколаде, получают возможности прощения, награды, пенсии, менсии и так далее. А мы, как всегда, остаемся плохими. Плохой чеченец, злой чеченец. Это не так, это не то. Хватит, может быть. Может, мы будем учиться, работать. Будем пытаться своих, если нам сегодня дают эту возможность, пытаться максимально ставить туда своих людей, своих братьев, своих сестер. Может, мы перестанем издеваться над своими. Если у нас нету, давайте воспитаем плеяду. Обязательно. Я имею не свои, а свой народ. Не свой клан, не свой тейп, не свою фамилию. Я не об этом говорю. Я говорю про историю, про государственность. Я говорю про то, что нужно развивать свой регион. На мировой арене, везде. Шецах лейцах лэг, арах эйль хырват. Шемуахлар бабиз, шемуатлар бабиз, шекам диез, халавэлэг нох чехэл биз, тяхит наш нох чехэл биз, гоши года диез, дуаглас диез, шекдалуштек. Историю изучать нужно в первую очередь для этого. Говорить вечно о трагичности, говорить о том, что нас все время гардери, вождери, быть всегда обиженными на всех, но это неправильно. Один раз обманули, ладно. 2 раза обманули, стоит задуматься. 3 раза обманули, значит, ты дурачок. Ты дурачок, ты ведешься каждый раз на это. Тобой манипулируют, тобой управляют, и ты ведешься на это. Остановись, задумайся. На этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Огромная благодарность всем, кто поддержал меня сегодня, задонатил. Всех, у кого есть вопросы, пишите на наш канал в Ютубе, в Facebook, Instagram, ВКонтакте, в Telegram, в Твиттере. Везде мы есть. Везде в основном на bashlan.39 и bashlan.39 live. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайки, приглашайте побольше подписчиков. Заходите, задавайте вопросы. Следующий эфир мы обязательно сделаем с Telegram-ботом, Инстаграмом и Ютубом одновременно на всех 3 каналах. Постараюсь, по крайней мере, не обещаю. Обязательно оставляйте комментарии, оставляйте лайки, задавайте вопросы касаемые истории, да без разницы, культуры, традиций, адатов, географии. Все, что касается нашей истории. И еще, уважаемые мои друзья, соседи, братья, не соседи, друзья, не друзья, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я каким-то образом задел вас или оскорбил вас. Я ни в коем случае не пытался не оскорбить, не задеть кого-либо, ни какие-либо народы, там, тейпы, общества, или тухумы, или шахары и так далее. Я лишь пытался вам рассказывать историю так, как я ее знаю, так, как я читаю, изучаю, исследую. Истина только у Всевышнего Аллаха.
Если я где-то в чем-то ошибся, если я что-то написал неправильно, или какое-то видео показал, не пытайтесь оскорблять, не пытайтесь умничать чрезмерно. Просто зайдите, скажите, вот здесь ты, брат, ошибся. Я прошу или исправить, или как ты пояснил. Или заходите в прямой эфир, нажимайте видеокамеру, показывайте свое лицо, называйте свое имя, имейте мужество. Мужчина ты или девушка, без разницы, зайти и сказать, вот у меня вопрос, ты здесь так сказал, ты это сделал или не сделал. От того, что под пустыми аватарками, разными буквами ты пишешь гадости, искажаешь имя и так далее и тому подобное, ты не являешься мужчиной. Хуже того, ты не являешься и женщиной. У женщины-то хоть есть достоинство. Ты являешься оно, нарнийское оно, которое не имеет ни женского, ни мужского пола. Ты оно, потому что не имеешь мужества даже быть женщиной. Ты существо, которое не имеет ни рода, ни племени, ни нации. Которое просто балаболит, сидит и пачкает везде. Поэтому, если вы гордые, самолюбивые, честные, справедливые кавказцы, заходите в эфир. У нас есть время для трансляции. Пятница, суббота, воскресенье. В основном 22 было раньше, теперь уже зима, наверное, в 21:00 мы будем делать эфиры. На YouTube, Instagram и Telegram канале. Не материтесь, остальные вопросы вы можете задавать. Если я знаю ответ, я отвечу. Если нет, то скажу, простите, я не знаю ответ на этот вопрос. Меня зовут Башлам. Я прошу у всех, если вдруг кого-то каким-то либо обидел, прощения. И еще, всегда говорил и говорю, мы не занимаемся разжиганием межнациональной розни. Мы не нарушаем законы, ибо незнание закона не освобождает от ответственности. Мы занимаемся историей, изучением истории. Мы изучаем ошибки прошлого, дабы не допустить их в будущем. Учитесь, размножайтесь и живите. Давай это был. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если есть вопросы, пишите в директ в Инстаграме или в Ютубе.